Для начала я хочу сделать, как в тот раз, 2 на 2. То есть посмотрим, как оно дальше пойдет, если по времени мы будем успевать. Иншаллах, так и продолжим, потому что в тот раз некоторые братья писали, что вопрос у них созрел давно, но ввиду того, что они хотели сами задать вопрос, и в конце концов мы не разрешили эти вопросы оглашать, они не успели. То есть вопрос созрел давно, но они не писали, потому что хотели сами задать. Поэтому 2 вопроса из бота, 2 вопроса из аудитории, если так можно. Ансар, Да, да, делай так, как считаешь нужным. хорошо. Я начну с вопросов из бота. Э, Если вам есть что сказать, некое такое вступительную речь, вы можете сказать эту свою вступительную речь, для чего мы сегодня собрались. Ну, Опять же. лучше сразу начать, иншаллах, на вопросы. Хорошо. По ходу будем разговаривать. Так, вопрос. Бисмилля. Значит, начнем. Вопрос номер 1. Не думаете ли вы, что не стоит делать акцент на религиозный контекст? То есть объявлять шариат, флаг, например, с шахадой в кавычках. Не думаете ли вы, что это может нам помешать? Знающие люди понимают, что мы маленькая республика, и нам придется зависеть от крупных стран. От них даже зависят такие крупные страны, как Турция, Аравия и так далее. Экономика– это основа. Вы же знаете положение в мире. Почему нам не взять пример с Малайзии? Можем ли мы объявлять народно-освободительную армию без религиозного контекста? Ансар, бисмилля. Бисмилля, вальхамдулилля, салату вассаляму аля расулилля, ва аля алейхи ва сахбихи аджмаин. Ма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах беркете долду и ваш китер. Таган ДСДД, халхар. Иншаллах, и Бог да будет. Насчет этого вопроса мы на русском будем разговаривать, чтобы люди понимали, большая часть аудитории, я думаю, говорит на ингушском, но тем не менее есть те, которые понимают только русский язык. Действительно, этот вопрос и подобные вопросы мы получали и получаем не первый раз, и не только от ингушей. Эти вопросы поднимались, когда мы общались с разными политиками, журналистами, просто советчиками, скажем так, политтехнологами. Поэтому чуть развернуто постараюсь ответить на этот вопрос, чтобы, скажем так, объяснить суть. Смотрите, братья, объясняю. Всякое революционное движение, реактивное движение, оно зиждется на идеологии. Эта идеология – это топливо для масс, для пассионариев. И если мы приведем пример революционных движений, точнее, их стержень их революционных масс, в чем они, что их толкало, да, на революцию, потому что революция – это, как мы знаем, это переворот, это неизведанность, это шаг в сторону непонятного. Люди не знают, что будет в итоге. Они просто все крушат, рушат и переворачивают с ног на голову, чтобы построить новое, что-то лучшее. Поэтому это всегда очень тревожно для людей и очень сложно этот барьер переступить. Поэтому нужна очень мощная идеология для того, чтобы люди встали и пришли к этому. Если мы приведем пример, допустим, Ирландской войны за независимость 1919 по 21 год, мы знаем, что ирландцы, они стремились к независимости от Великобритании. И двигателем было сохранение самобытности, культуры, там, нерастворение. В общем, идеологический стержень – это был национализм. То есть это была как бы национальная их революция, война. Также мы знаем, что есть пример русской революции 1917 года. То есть основная идеология – это была марксизм, идея классовой борьбы, в последующем построении коммунистического общества. То есть идеология – это была идеология коммунизма. Также мы знаем пример Южной Африки, довольно известный, когда Нельсон Мандела боролся против апартеида,
расовой дискриминации. То есть их идеология это была антирасизм и борьба за равенство. То есть черных дискриминировали, поэтому они вот боролись. И есть еще очень важный фактор, который даже можно было его первым отметить, это увеличение национального самосознания. И как следствие это потребность в суверенитете. То есть когда народ разрастается, пассионарий увеличивается, элиты расширяются, и люди, когда некогда, которые жили в какой-то стране, у них появляется национальное самосознание, они говорят, мы должны быть независимы, и они начинают свою борьбу и требуют суверенитета. Все больше и больше суверенитета, и в конечном итоге уже это приводит к независимому государству. Так вот, если мы сейчас говорим о идеологии конкретно, которая способна двигать революционными массами, конечно, есть и другие факторы, как там, социальная революция, там, скажем так, классовая дискриминация и так далее. То есть элементарно просто из-за еды люди могут, то, что стало хуже жить, и люди начинают там бурлить. Это все, это часть революционных настроений, скажем так. То есть почва, хорошая почва. Но эта почва, иметь эту почву недостаточно, если нет именно идеологии революционной. Теперь мы отметили, что есть национализм, есть идеология коммунизма, которая уже вымерла, как бы за нее никто сейчас не будет умирать, я думаю. И это антирасизм, борьба за равенство и, грубо говоря, потребность в суверенитете. В целом обобщим. Теперь вопрос, что может стать революционным стержнем идеологии на сегодняшний день в ингушском обществе? Вот если мы сейчас подумаем, из перечисленного, что может стать? Ничего. Ничего из этого нет в ингушском обществе. И это очевидно. Нету такого мощного национального самосознания, подъема. Коммунизм вымер. Антирасизм, что вот нас как черных, да, хотя нас называют черными, притесняют и деваться некуда нам, мы боремся, такого тоже нет. Потребность в суверенитете, вы сами знаете, люди далеки от этих всех вещей, потому что и народ не такой большой, и увеличение национального самосознания мы не наблюдаем. Да, может быть, в будущем он будет, через 10, 20 лет, через 50 лет. Но сегодня, вот на сегодняшний день, что может быть причиной именно революционного настроения? Ничего не может из того, что я перечислил. Тогда что у нас есть? Из всего, что у нас есть, мы имеем религиозно-политическое самосознание пассионарной части ингушской молодежи и в целом кавказской молодежи. Это острое желание, как высшая идея, это мечта о создании государства, конституцией которой будет Коран и Сунна. Вот это общество, вот эта пассионарная часть, она у нас есть. Вот что мы имеем на сегодняшний день. И если мы прочтем пару книг, например, книгу Эрика Хоффера, допустим, «Истинно верующий», по-моему, называется, там описывается восстание революционных масс, как это происходит, почему происходит и так далее. И если мы прочтем эту книгу, мы поймем, что нам нужно радоваться, мы должны быть счастливы, что на сегодняшний день есть такая молодежь у нас с революционным самосознанием и идеей. Потому что, чтобы создать революционное движение или создание революционной идеи, на это уходит десятилетия. А еще заставить людей поверить в твою идею и еще умирать ради нее, это вообще там, единичный случай в истории человечества. Конечно, еще множество факторов воздействуют на общем, на революционные массы, но мы сейчас говорим об идее. Так вот, что я хочу сказать тем, кто недоволен шахадой на флаге или тем, что мы там декларируем шариатское государство. Единственное, что я могу сказать, что других революционеров сегодня у меня для вас нет. Поэтому нужно двигаться в направлении, которое реально может сработать, и мы должны. Это если мы сейчас разговариваем с точки зрения вот, грубо прагматизма. Я объясняю человеку сейчас, который задает вопрос,
потому что человек изначально задает вопрос, видимо, он не глубоко понимает религиозные моменты. Конечно, можно было коротко ответить, сказать, там, Аллах сказал, мы должны и так далее. Но я все-таки попытался объяснить с точки зрения логики и революционного подхода к данной ситуации. А если коротко ответить, то другого пути у нас нет, кроме как действовать по Корану и Сунне. Поэтому мы двигаемся по нему, иншаллах. Думаю, я подробно ответил на этот вопрос. Бараклафик. Я думаю, что Абдуле и Мухаммаду будут что добавить по этому поводу. Если есть, давайте. Я бы хотел добавить, Да, Мухаммад, говорю. ингуши за свою историю всякий раз, когда они пытались добиться свободы, они руководствовались чужими идеями и чужими идеологиями, пытаясь встроить в них свои собственные интересы. Это случилось и во время революции в 1917 году, это и случилось, когда развалился Советский Союз. То есть ингуши постоянно пытаются встроиться. В нашем случае то, что озвучивает сейчас Ансар, это то, что ингуши через время пришли к тому, что мы хотим руководствоваться тем, чем мы руководствуемся каждый день. И мы все дома знаем прекрасно, что когда у нас возникает любая спорная ситуация, всякий раз, когда ингуш хочет добиться истины, справедливости и какого-то порядка, что он делает? Он обращается к закону Всевышнего. Изначально. Разве я не прав? Поэтому, да, сегодня ингуши берут ту идеологию, которая им дана Всевышним. Вот и все, что я хочу добавить. Абдулла? Ну, все четко сказали. И Ансар, и Мухаммад. Добавить нечего. Хорошо. В моем предыдущем спиче, который вам не было слышно, я сказал, что те люди, которые хотят задать устный вопрос, они имеют на это возможность. Поднимайте руки, будем включать, иншаллах. Если у кого нет вопросов, просто ради того, чтобы микрофон был включен, пожалуйста, не поднимайте руки. И сестры, бисмилля, не обижайтесь, но микрофон вам включать мы не будем. И если в случае того, что мы как-то по незнанию включим микрофон, то мы его выключим, как только услышим женский голос. Пожалуйста, ради Аллаха, на нас не обижайтесь. Теперь второй вопрос. Так, что будет с Ингушетией, если развалится Россия и с нашими землями? Бисмилля. Бисмилля. Мухаммад Тариф ответит, я думаю, на этот вопрос. Что будет с нашими землями, Мухаммад, как думаешь? Ну, Мухаммад Талиев не видит будущего, но я думаю, что те земли, которые нам даны были Всевышним и которые были всю жизнь нашими, они нашими и останутся. И то, что сегодня эти земли, Россия знает, как ингуши относятся к своей родине, и они используют это каждый раз, когда происходит какая-то перетрубация в России. В том же 1917 году какой основной вопрос был? Вопрос был земельный. Потому что у ингушей забрали земли и поселили туда казаков. И ингуши возвращали свои земли. И потери были страшные, но это не остановило на тот момент ингушей, ни потери, ни то, что у ингушей на тот момент не было ни государства, ни армии. У них была родина, и они сражались за это. В будущем я более чем уверен, что мы вернем все, что наше. Чужого нам не надо ни одного сантиметра, но мы вернем все наше. И я очень хотел бы, я очень надеюсь на то, что все эти процессы пройдут безболезненно, потому что ни мы, ни даже те, кто сегодня сидит на нашей земле и там кричит, что они там аланы, еще кто-то, не бог весть что, не нуждаются ни в пролитии крови, не нуждаются в войне и не спят и не видят эту войну. Поэтому я в этом не сомневаюсь. Я также не сомневаюсь в том, что Россия, даже если она будет разваливаться, опять будет использовать земельный вопрос. Она будет его использовать для разжигания, либо она его будет, войны и конфликтов с соседями,
А второй момент, они обязательно будут использовать его, как и в 91 году, когда это «Ассалам алейкум, ингуши», там восстановим права ингушей и так далее. Поэтому делать из земли какого-то идола и молиться на эту землю, и кричать, что вот если это только ради этой земли, только ради этой земли. Но мы же прекрасно знаем, как Россия нас лишает этой земли, не то что какого-то там куска, да, она лишает нас ее полностью за один день, 23 февраля 44 года. Все, исчезла земля. Та земля, за которую ингуши воевали, боролись, поверив красным. Хотя, когда дело касается расты, то выбора нет. Хоть белые, хоть красные, хоть серые, хоть черные, без разницы. Каждый из них всегда хочет нас лишить Родины. И они этот процесс никогда не прекращали. С того момента, как их сапог ступил оккупанта на нашу землю. Поэтому давать собой манипулировать, давать возможность им, нами руководить через эту землю, этими обещаниями пустыми, этими подлыми, абсолютно бесчеловечными какими-то законами реабилитации, которые, Филькины грамоты. Поэтому я думаю, что вопрос земли будет решен только тогда, когда ингуши получат свободу и право. Свобода дает нам право решать, что и как нам делать, что мы считаем правильным, как мы считаем правильным. Поэтому я думаю, этот вопрос будет решен. Но нельзя становиться рабами вот этой вот идеологии, что вот только с Россией нам вернуть землю или только без России нам вернуть землю. Не в земле дело. Без свободы никакой земли не будет. И не будет никогда никакой земли, если мы поведемся опять на пустые обещания, потому что в 17 году нам все вернули, а в 33-м все забрали. И то же самое они повторят. Возможно, да, я даже уверен, в еще гораздо более худшей форме. Потому что тех расстрелы, которые были в 30-е годы там, в Советском Союзе, их хотя бы как-то удерживала идеология коммунизма. У них хоть какая-то там была идея. Сейчас у них никакой идеи нет, у них просто есть какое-то, не знаю, Лилчук, Хаджи, что они делают. Это просто вот уничтожить все и везде поставить русский мир, везде там песня шамана, чтобы звучала, я русский. Вот и все, больше ничего не нужно. Нам нужно жить при таких условиях. Я думаю, что нет, поэтому и вопрос земли мы будем решать без них. Тогда мы перейдем к части устных вопросов. Юсуф Султыг Ибн Аль-Мухаммад. Бисмилlah, есть вопросы, давай. Вижу вопрос, вы хотели просто коротко ответить, что это вопрос, просто первый вопрос. Вы хотели чисто отдельно государство хотели, чисто шариатский закон должен. Просто коротко ответить, что это вопрос. Отдельно государство должен чисто отделиться сейчас. И просто чисто шариатский закон должен полностью от А до Я. Ансар, бисмилlah, Да. я правда не понял, что он имеет в виду. Бисмилlah. Отдельное государство на основе шариата. Ну, в принципе, да. Вот я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы это здесь обсуждаем неоднократно и обсуждали здесь. Да, чисто غير закон, что хугивый из государства, или чисто по шариату хугивый шахс. галгай законы же, да мы читаем, у нас же нет писанных каких-то Ну, галгай придуманный законов. закон, Да, придуманный. нет, хугястер, придуманные законы, что они, конечно, не будет, иншаллах, дел дождь долж, да лияхш долж, хамут эхугик, иншаллах, как штейп, халишуж, я халдикр должас, то и почалка, бусы на халч. Да. И второй вопрос за халахат пригодны ли они отказывают уже 12 миллионов хайджбах, аллаби, царах вопрос ответ, царах фуд царах. Валлахи, сауш цухак аляца ханчулы, вот где-то на русском отвечу, где-то 15-20 лет назад Савахсагу Ялыр, что один старик рассказывал, что в пригородном районе, когда люди тогда еще, в те времена, 90-е годы, когда возвращались с высылки, то осетины выкупали дома, и некоторые знающие люди и старики уговаривали ингушей, чтобы они не продавали свои дома осетинам, потому что
знающие люди, они понимали, что это провокация, что к чему-то готовятся, то есть выкупить максимально больше, кто продает, а кто упертый, кто не хочет, их, конечно, уже насильно выкинуть. То есть такой план уже он назревал в любом случае. И он проглядывался. И знающие люди, это со слов этого старика, я рассказываю сейчас, это где-то на Тазияте было. И он сказал, что вот в мечети имам неоднократно говорил, не продавайте свои дома, не давайте им выкупать их. И даже один раз, говорит, собрались какие-то старики и я не знаю, как это перевести, викейкер, объявили, скажем так, проклятие на человека, который будет продавать землю. И все равно продавали и земли, и дома. Такие моменты были. Это связано с непониманием, именно отсутствием самосознания, наивностью нашей. Вот второй случай, расскажу, что вот одна женщина рассказывала, что она, когда с пригородного выезжала, это в маршрутке она рассказывала, когда я еще студентом был, я в крепости учился, когда, что ее сын, русские убили его сына, и когда, говорит, мы выезжали оттуда, уже все знали, говорит, что вот сейчас будет резня, и мой сын, говорит, сказал, что нет, говорит, мама, ему где-то 18 лет было, я сейчас, говорит, оставлю дом, мародеры, осетины зайдут, все заберут, сейчас русские уже подоспели, они сейчас придут, они нас всех спасут. И он остался, говорит. И как он остался, говорит, русские зашли и убили его. И его, и всех остальных, как мы знаем, они просто расстреляли села и уничтожили. И вот так, говорит, мой сын умер, она рассказывала. То есть это наивность наша, непонимание, с каким врагом мы имеем дело. И это продолжается по сегодняшний день. Вот до этого я говорил отсутствие национального самосознания, в целом непонимание важности таких вещей. И когда люди руководствуются пользой здесь и сейчас и не думают о будущем народа, вот такие инциденты происходят. Конечно же, я настоятельно посоветовал бы и рекомендую не продавать эти дома ни в коем случае. Потому что чем больше мы их продаем, тем меньше фактор нахождения ингушей там уменьшается, и тем сложнее будет в будущем нам вернуть эти земли. Вот бы что я сказал. Сахам дополнит дразба. Насчет хансфули дохко жлят, говорит, бحيلشك أشتاق عن دохко يوتر. مش قر حبيبي. Цаглят эти отобрать пример миллион мобуж жлят, дали цадали за 300 за 250 тысяч больше ما حدوك يوتر. أخ وقدر شهر за حيلشك لات تحدق أشتاق عندك كادو ميوخي. أخ زدوكش بدنا خوي تغلغ خوي لبوي خوي زلات حدا نشتغل خيلات واحد وقت ضايو. Момент صباح تدوكو جوز أشتاق عن شيسته. لات شفت بيش تضيو. Sun den das hadaka motik wegen hadaka ma paka. هذا كنت تدوت. حد غلا حلش دوك جيست غلاش Слышал, كدوك. брат, мы, иншаллах, когда свободный микрофон будет, обсудишь этот момент, зайдешь, мы, иншаллах, дадим тебе и время, и возможность, потому что у нас вопросы висят, и есть регламент, интервал. Брат, есть Мегвиса? Вопрос. Мустанг, да, брат, бисмилля. حاجة برات واش государство هيجي ما ياخي واش فدي وز داش مليتخو ميخ داش مليتخو والله ميخ شو أره ده ملا نقص الدعاء فد الدعاء شو Савош ханс хот шоцал дали, хотел вали, что безопасно я канал дуц, ай оаз костыш, целата, шалата фудет ялчи определенный план, проект евей, но ханс что ют мотиватор, иншалла, даху тиоачхана, теха связи ялчи, бот чолдали, иншалла, дахай, истудей. А так в целом я уложил планы, в целом я уложил проект, я ютсижи, я фудели архада, я муж долгожды, мистили архада, а пачалки хайек ди архада, хамди из хамдатс, ох я гц, ох ханс пачалки хайек гишуан, следите за руками, валицо, ди иштиахц ох, вы хамди ди ждес хам, о пачалки хайек институт институт архадатс.
في общий боль قز في общий проблемы قز общий проблем تانو حتى اللي أتي ده هنحوش دبي ونافول عليه نعمل دولده هم ده حيصير نخ حوارته بالي حواش تدول سندو هو تحاول تحكي عن خير يازدش هو تحبرش أي سو شو عنكوج مهتر دي زريخش سبحان الله في مخبات سري تحن دات في دي ده هم طان تدلا طان واجب دو فرض دوش فرض عين دو شان فرض عين دو أش مشدر общий حمدير سندو هتسحون دو أرجعت شو عايز وسويش وبش ما يخداز الله رياسه سبتش خاطر إن شاء الله تحت إيواج خانة قوش هدر قوش قيلا إن شاء الله دوتس دوي именно выложил план более подробно. Да, Ресо. Мухаммад Абдулла, есть у вас что добавить? Насчет домов, которые продают ингуши, продавали осетинам, это, во-первых, это неправильно. Даже если они хотят деньги у них взять, а потом с намерением опять у них забрать. Кафир, шбалия, нога, если у тебя договор был, ты купил или продал, это договор, ты его нарушать не имеешь права, это раз. И точно так же у палестинцев евреи покупали дома, земли покупали раньше, потом начали отнимать. И мы сегодня видим то, что творится в Палестине. Все, больше ничего добавить. Насчет братьев и сестер, которые находятся на территории России, сейчас по моменту я вспомнил, в прошлом эфире очень многим братьям и сестрам скидывались гифки с различных ботов, ссылки, там какие-то вопросы спрашивали. Бисмилля, если вы умеете заходить на эфир через канал, заходите через канал, чтобы вам никто не писал, вас никто не определял. И это очень важно как для нас, так и для вас самих. Не сколько для нас, сколько для вас самих. И братья, которые неустанно пишут, как примкнуть, как что делать, существуют определенные этапы вхождения в джамаат, как и в любой другой джамаат. Проходите эти этапы, с вами связываются, и проходите вот через этих людей эти этапы. Опять же, это касается вашей безопасности и безопасности тех людей, которые с вами связываются. Теперь я зачитаю два вопроса. После этих двух вопросов будут задавать вопросы своей аудитории. Вопрос номер 3. Зачем связываться с парламентом, в кавычках, Украины, чтобы они признали геноцид? Для чего их признание? Ансар Мусульман. Меня слышно? Да, тебя слышно. Ансара, по-моему, просто сейчас нету здесь. Мухаммад, если можешь ответить, можешь, в принципе, ответить на этот вопрос. Зачем было признание геноцида Украины, да? Сегодня... Не зачем, а зачем связываться с этим парламентом, который признал этот геноцид, и для чего это надо вообще? Но дело в том, что сегодня вопрос состоит так. Мы живем в мире, где действуют различные системы права. Сегодня для того, чтобы ингуши... мы, конечно, я знаю, у нас есть огромное количество людей, которые говорят, дождаться, разумеется. Но это работает там в пределах твоего двора и там где-то постоять на улице, об этом поговорить. Если мы живем в очень сложном мире, в мире, где действует много правовых систем, и международное право, мы можем его отрицать, оно может нам не нравиться, но оно есть. И сегодня ингушам, до того, что ингуши добились признания геноцида со стороны России в отношении ингушей, это позволило вскрыть. Это просто, я сейчас быстро просто закончу, потом ты ответишь все расширенно этот вопрос. Сегодня это позволило вскрыть то, что сделали над ингушами и в 1944-м, и в 1992 году. А 1992 год, если вы знаете, то дальше на Назрани, чтобы эта информация не расходилась, Россия старается последние 30 лет очень сильно. И мы смогли прорвать эту информационную блокаду. Мы смогли вынести этот вопрос на международное рассмотрение, чтобы все увидели, все, и мусульманские, и немусульманские страны, увидели то, что Россия преступница, и то, что преступление, совершенное в отношении ингушского народа в 1992 году,
оно, во-первых, не имеет сроков давности, во-вторых, это преступление не завершено, оно продолжается. Все, Савелов. Мгм. Ансар, ты слышал вопрос у меня? Зачитай Да, заново. я слышал вопрос, просто меня не слышно было. Мухаммад объяснил, в принципе, сам факт того, что это было донесено. Я объясню, какая польза от этого. Потому вопрос был в том, что фупейт бы цена, какая польза от этого. Я не помню, когда, по-моему, год назад где-то видел отрывок эфира, одного чеченского эфира, наши братья общались там, и один задал вопрос аналогичный по поводу Ичкерии, что дает признание оккупированной Чеченской республики на сегодняшний день, что это нам дает. И один из чеченских политиков, скажем, он сказал, что если это нужно тебе объяснять, то нету смысла. То я отчасти понимаю, почему он так сказал, потому что на самом деле объяснить это объемно, это, с одной стороны, сложно, если человек в общем не понимает, для чего это нужно. Но любой человек, который оказался в сложной ситуации, тот, кто был на джихаде на Кавказе, тот, кто был вынужден из-за ранений выехать, тот, кто вынужден был свою семью спасать, своих детей спасать, и Абдулла это прекрасно знает, который меня слышит сейчас, насколько сложно бывает, когда ты загнан в угол, и ты не знаешь, куда деть своих родственников, которых преследуют, женщин своих спасти. Или когда ты ранен, тебе некуда деваться. Потому что с ранением огнестрельным или с оторванной ногой ты не скажешь, я попал в аварию там где-то в Грузии или где-то в Европе. Насколько это сложно. И теперь ты им не докажешь, что я муджахид, что я там на джихаде и так далее. Тебе приходится апеллировать им их пониманием для того, чтобы они тебе дали убежище, не сдали обратно тебя. И как раз-таки это нам позволяло, именно когда Чеченская война шла, в рамках, там, скажем, национально-освободительной там, Чеченской войны, чтобы мы могли говорить, вот я с войны против России, там, помогите, не сдавайте меня, дайте мне лечение и так далее. То есть это признание с их стороны легитимным, скажем так, сопротивления чеченского народа, просто помощь там вообще не говорится, помощи никакой не было. Мы говорим просто о том, что они не противодействовали людям, которые приезжали беженцам. Вот это уже была помощь от них, огромная помощь. Это знают люди, которые оказывались в этой ситуации. И можно это долго объяснять конкретно, да, что дает именно это признание. В целом, конкретно признание Украины или потом последующих стран. Это дает легитимность твоего сопротивления в будущем. Когда все гладко же не идет, Аллах не знает никто, что предписал тебе Аллах. Станешь ты шахидом на своей земле, или станешь ли ты мигрантом в чужой стране, будешь ли ты здоров, инвалидом ты станешь. Вот тогда, когда эта земля становится для тебя тесной, вот тогда ты понимаешь, что дает это признание, на которое ты, опираясь, можешь получить убежище в какой-то стране. Вот тогда ты только это начинаешь понимать. Поэтому, коротко, если объяснить, допустим, устав ООН, тот самый пресловутый устав ООН, он подразумевает, что в целом любая этническая группа, притесняемая, она имеет право на самоопределение и на создание собственного государства. Но в то же время до ООН была такая организация, Лига наций называлась. Она была создана после Первой мировой войны на основе того, что вот империи начали разваливаться и начали новые национальные государства создаваться. Эта Лига наций помогала создавать новые государства. Это постколониальный период. И, соответственно, когда уже Вторая мировая война началась, до Второй мировой войны были события, когда в Австрии сепаратизм разгорелся, который подогрел Гитлер. В Финляндии сепаратизм разгорелся, который Сталин там был инициатором этого. И вот такие вот моменты начали происходить в разных частях света. И эта Лига наций, которая была создана для того, чтобы урегулировать такие моменты, она осталась беспомощной.
и ее упразднили и создали ООН. Теперь в рамках этого ООН, хотя мы видим, что этот ООН тоже, как и Лига наций, особо веса не имеет, на примере даже той же России, когда она сепаратизм на Донбассе поддерживала, и другие такие же моменты там и в Палестине мы видим. Но сейчас не об этом. В общем, один из важнейших органов ООН – это Совет Безопасности. Все, наверное, слышали. Этот орган несет особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Этот совет может налагать санкции на страны, которые поддерживают сепаратизм в третьих странах, как вот на Россию уже наложили санкции за то, что она сепаратизм поддерживала на Донбассе. Или вовсе она может не вмешиваться. Например, в Чечне. Она просто не вмешалась, не стала ни России помогать против чеченцев, ну, открыто имеется в виду, не было такого. Ни, соответственно, чеченцам тоже они не помогли ничем. Их невмешательство и помощь, это было то, что вот сейчас я говорил, что они просто хотя бы беженцев приняли, раненых там, зная, что они воевали, то есть они их не выдворяли, помогали им. Вот невмешательство, скажем так, можно расценить это. Также с турками мы видим ситуацию, когда курды, им страны ООН не помогают для создания своего государства, как бы открыто, в открытую не помогают. Но также эти же курды, которые устраивают теракты в Турции, свободно чувствуют себя по всему миру. И в Европе там организации открывают, диаспоры имеют, там, везде двигаются спокойно, как не знаю. Хотя в Турции это террористическая организация. То есть невмешательство вот подобное. В то же время есть случаи, когда со стороны ООН или стран, входящих в нее, ООН это как бы страны, да, содружества, которые туда входят, сепаратизм все же может быть поддержан внутри суверенного государства. Тут, конечно, без лицемерия и геополитических интересов не обходится, но в целом они могут поддержать сепаратизм в суверенной стране. Так вот, о чем я говорю, в каких случаях они могут это сделать? Самое пресловутое, вот это так называемое самоопределение народов, то есть референдумы вот эти все, ну то, что мы видели, да, опять же, Донецкий, Луганский, когда Россия была вынуждена, будучи такой мощной страной, она все равно вынуждена была играть в эти игры референдумов, то что там народ Донбасса определился, у них самоопределение, вот поэтому мы типа их поддержали, как бы имеем право по уставу ООН и так далее. Второе, и тут мы приближаемся к нашему вопросу, что нам дает это признание геноцида странами? Одним из пунктов после референдума по самоопределению народов, у нас же в Ингушетии нету референдума, когда мы, как у чеченцев, допустим, референдума, что мы вот собрались и решили все вместе на площади, что мы отделяемся от России, а потом Россия на нас напала и силком нас вернула обратно в состав. Такого референдума же нету у ингушей. Нету. Соответственно, у нас что есть? У нас есть геноцид и этнические чистки, и серьезные нарушения прав человека. И этот пункт, он как бы идет после пункта референдума, что как бы ООН может поддержать любую этническую группу внутри другого государства в случае, если они подвергаются геноциду, этнической чистке и серьезным нарушениям прав человека. Вот в чем суть. О чем мы говорим сейчас? Ждем ли мы поддержку? Говорим ли мы, что нас сейчас поддержит Запад, поддержит страны, входящие в ООН? Нет, не об этом речь. Братья, не думайте, что мы настолько примитивно мыслим. Мы говорим, что если даже они на основании того, что нас подвергают систематическому геноциду, то есть они это признают, имеем право на суверенитет и независимость по их пониманию, и просто оставят нас в покое и не будут содействовать в России против нашего сопротивления, то это уже огромный успех наш. Помощь. Как посланник Аллаха в свое время выключал врагов одних договором и воевал против других. Вот здесь то же самое, что мы обязаны уменьшить своего врага, выключить его, как минимум, чтобы он не помогал нашему врагу. Как минимум он нас не ловил и не сдавал как террористов. Наших родственников не выдворял и так далее. Суть, если они юридически, допустим, Украина в своей стране принимает такой закон, что ингуши имеют право на свое государство, соответственно, любой человек в Ингушетии, который напал на силовиков или там совершил какой-то
акт военный, то в будущем его семья и он сам, если вдруг выйдет, он имеет право получить убежище и медицинскую иную помощь в Украине, как минимум. А если и другие страны признают это, и в других странах это возможно. Вот о чем идет речь. Какая польза практическая от этого? Аллаху известно лучше, Аллаху алям. Довольно подробно я, конечно, вдался в эту тему, просто я поэтому сделал предисловие, что некоторые отказываются это объяснять, говоря, что смысл объяснять. Я пытаюсь объяснить, вежливо, что ходулыш, а не тему год твя, вох меттигуатиш, а высыч махац, малах пейт буцемодулыч хамах. Так он хамогуж волж, мерши волж, хайца волж хамот, алабах мча фиер, признанишь, короче, ханс дуахам хаддвей ос, анхет. Но около высоста лично каждый чин хоуз розыски ханчин. Кто был в розыске, это знает. Мелхал балбес. Я говорил нах буатиш, я вош буатиш, я саг буатиш, вог мотти буатиш. Чех, отдуатиш, халил чхан хохуне, цухан. Я Аллах, фудадо азяш, халил чхан хохуне, мелчуа, годыс, цапач халкин, вот утышалч. Тем более, опыш будь себе, должен да, я там гоусу. Там бапас адла духул ханиаш тамастр из бундер, я хотелат смертик халчи йох, Аллах тахитам букас. Баракаллаху фик. Мухаммад Абдулла, есть у вас что добавить? Да, добавить диалче. Тахан Россия, тяхбо уж голгаби, но те, кто сегодня русские и те, кто сегодня за русских, ингушетий, требуют от нас одного. Куда бы ты ни зашел в какую-то дискуссию, начинается с того, что шейхунах и далее, если вы мужчины, приедете сюда домой и здесь тут вот что-то сделаете, прекрасно понимая того, что сегодня, скажем так, силовое превосходство, численное превосходство на их стороне, и им очень выгодно, чтобы мы все сдохли. Вот это их цель. Как цель Гаспи, так и цель пророссийских ингушей. И они от нас требуют, они считают, что вот мы настолько примитивные и настолько тупые, что мы должны повестись на вот это все, приехать туда и дать им себя уничтожить. Вопрос в другом, что когда мы добиваемся международного признания, мы показываем всему миру, что мы интеллектом гораздо выше их. Потому что для нас динал, для нас мужество, это не просто прийти и сдохнуть. И для нас это победа. Мы стремимся к победе. В этом выражается мужество. В результате. Понимаете? И сегодня, когда на международном уровне нам удается их козни расстроить, показать их истинное лицо, показать, что они делали в 1944-м, что в отношении ингушей, что они делали в 1992-м. Даже когда Европарламент признавал еще, по-моему, в 96-м или в 2006-м, я не помню, я не хочу сейчас обманывать, потому что я не помню, когда он признавал актом геноцида... В 2006-м, да, когда Европарламент признавал актом геноцида 1944 год, Россия, тут были разговоры, что чисто это чеченцы сделали для себя. Нет, Россия приложила все усилия, Россия надавила на все рычаги, через всех коррумпированных там европейских чиновников, чтобы признали только чеченский. Ну, то есть от чеченских событий им было некуда деваться, шла еще как бы война в Чечне. И вот они приложили все усилия, чтобы ингушей не признали. Они просто нас всегда пытаются загнать в поражение. А мы пытаемся сейчас добиться победы. Поэтому, как бы, вот это я хотел бы добавить. А я добавлю к тому, что ты добавил, для людей, которые вопрошают, где же вы, почему вы не приходите, давайте драться. Мы видели, как вы умеете драться в 2004 году с 21 на 22 июня. Вспомните и вы, что вы делали в эту ночь. Теперь 4-й вопрос. Четвертый вопрос. Есть разные организации сейчас, которые говорят о Кавказе и Союзе и так далее. Что вы им скажете? С этими организациями больше связывается
Мухаммад. Поэтому, Мухаммад, что ты скажешь? Какие сложности у нас возникают и что в целом у нас по связям? Ты лучше скажешь это. Ну, скажем так, Комитет ингушской независимости всячески открыт для любого диалога. Мы готовы поддержать, мы готовы вступить в союзы, мы готовы это все делать. А вопрос состоит в том, что это за союзы, и у нас есть какие-то идеологические, скажем так, расхождения. У нас есть религиозные расхождения, у нас есть различные факторы, которые нас, например, ну, нам не позволяют вступать в эти союзы. Когда, ну, грубо говоря, да, скажем так, когда приходит какая-то организация, где вроде бы там объединяются народы, которые порабощены Россией, русскими, и мы видим там, что в списке этих народов стоят какие-нибудь народы казаки, там еще что-то такое, да, то там, я не знаю, государство казаков Дона, Кубани, там я видел разное, то, естественно, с такими в союзы мы вступать не будем. И поэтому, когда есть различия, когда мы не сходимся в своих принципах, в своих позициях, то мы, конечно же, не можем вступать в этот союз. С другой стороны, абсолютно очевидно для нас, и да, я в принципе думаю, и для всех 179 покоренных народов, порабощенных русскими народов, что битва в одиночку, даже если ты очень как бы многочисленная, экономически развитая нация, бороться с теми, кто не считается ни с какими потерями, потому что, например, история всех войн России показывает, что русская власть готова положить и 10, и 20, и 30 миллионов без проблем, вообще без проблем. Они готовы на потери такого уровня, что до сих пор, например, насколько я знаю, потери по Ржеву, по операции с битвой за Москву, да, они до сих пор засекречены, потому что там, ну, какие-то страшные цифры. Но им не жалко. То есть Китаю, Индии, там, миллиардным странам им жалко, а русским никогда не жалко. И поэтому, ну, мы понимаем, что да, нам нужны союзники, да, мы должны быть в союзе, и мы всегда открыты и рады это приветствовать. Но мы не можем, например, вступать в союз там, где уже, например, есть ингуши, например. То есть есть где-то люди, которые себя объявляют там представителями Ингушетии. Мы не знаем этих представителей, мы не знаем, кого они представляют. Соответственно, мы не можем вступать в подобного рода организации, в подобного рода союзы. Как-то так. Угу. Машаллах. Ансар, есть у тебя что добавить? Ну, я видел некоторые уставы, то, что Мухаммад сказал. Там есть такие вещи, которые ты просто, ну, волосы там дыбом встают, там, типа, что весь мир должен войти на Кавказ, там, полностью построить протекторат и так далее. То есть такие глупости, когда ты читаешь, ты понимаешь, что, ну, как с такими людьми объединяться или как-то что-то делать. Ты получаешь, что согласен с этим. С одного вассальства в другое вассальство, это же неправильно. И другие какие-то расхождения бывают, непонятные уставы или там какие-то организации из 3 людей тоже. Мы ни с кем не спорим, никого не учим в жизни, не говорим, у вас это то, вот это уберите, вот это добавьте. Мы просто говорим, мы не можем, у нас как бы другие свои какие-то моменты. Так вот. Я хотел добавить еще. При этом у нас есть как бы очень, мы уже как бы на пути, мы уже как бы создали организацию, которая называется Северо-Евразийский альянс солидарности, куда входят башкиры, куда входят калмыки, куда входят якуты, куда входят буряты. Но там люди четко провозгласили идею того, что они создали декларации о независимости. Они четко поставили своей задачей построение независимых государств. При этом они не вмешиваются в дела других народов, то есть они никого ничему не учат, вы должны делать так или вы не должны делать так.
есть понятная цель, что мы хотим все свободы и независимости от России, мы хотим безопасного будущего, экономического развития и плодотворного сотрудничества как в сфере экономики, так и в сфере безопасности. То есть есть понятные, есть абсолютно четкие, ясные силы, у которых как бы, ну, в их прошлом, либо в их будущем, либо в их отношении к будущему или настоящему у нас нет вопросов. Да, мы готовы открыто сотрудничать и поддерживать, и поддерживаем, и сотрудничаем. С этим проблем нет. То есть я понимаю, откуда идут эти вопросы, да, нас пытаются обвинить в каком-то высокомерии и тому подобное. У нас этого близко нету. У нас есть абсолютный прагматизм. Мы не вступаем в клубы друзей каких-то. У нас нету вот этих русских нарративов, там, братские народы, там, не братские, я не знаю, сестринские или еще какие-то. Нет. Есть четкое понимание Коренные того, что... народы России, да? Да, мы четко понимаем, что да, если не будет свободны народы Сибири или не будут свободны народы Поволжья, если Россия за собой сохранит какие-то народы или какие-то территории, где проживают коренные народы, не России, а именно коренные народы тех территорий, то вопрос нашего будущего, это опять мы, считайте, ставим как бы на таймер, что через 10-20 лет в Кремле засядет очередной Путин, Сталин, я не знаю, какой там фюрер будет, и опять эти народы используют против нас. Мы это осознали, мы об этом говорили, мы это обсуждали, поэтому мы абсолютно открыты для подобного рода диалогов, и мы стараемся что-то сделать. Нравится ли это сейчас миру? Нет, не нравится. Понимают нас? Нет, не понимают. Но опять же, те народы, которые встали на этот путь, они озабочены судьбой своих народов, своих территорий, своей родины, а не тем, что о нас кто подумает, и никто из них не хочет играть по правилам, чтобы мы кому-то понравились. Наша задача не кому-то понравиться, ни Западу, ни Востоку, ни Северу, ни Югу. Наша задача состоит в том, чтобы иметь безопасное, нормальное, экономически развитое, прогрессивное будущее, а не то, что нам предлагает Россия, и не то, в чем нас держит Россия. Не только ингуши, но и другие народы, у других народов тоже есть силы, которые осознают тот факт, что с русскими всегда будет плохо. Всегда. То есть какие-то передышки типа хрущевской оттепели, там еще чего-то, это вот какие-то короткие десятилетия, там на раз 100 лет, 10 лет они никого не будут убивать, резать и грабить, остальное время как бы они опять будут заниматься этим самым. Это народы осознали, и да, у нас есть как бы в этом плане с этими народами нормальное сотрудничество, и я надеюсь, что оно будет расширяться, я надеюсь, что больше и больше народов России поймут то, которые сейчас порабощены Россией, они поймут то, что только в свободе и в развитии нормального, безопасного будущего есть какой-то смысл. И когда-нибудь у русских появится какая-то партия, которая поймет, что нужно подумать об интересах русского народа, а не об интересах империи. Вот и все. Ну, тогда мы переходим к вопросам аудитории. У нас по очереди был Мухаммад Аздоев. Если есть вопросы, давай. Ассаламу алейкум. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Вопрос такой. Ингушетия, если место отдаст, Ингушетия есть, сами знаете, разные секты. Короче, с этими сектами, как вы думаете, сможем мы независимость сделать? Я как понял, это конец вопроса. Да. С этими сектами ты имеешь в виду, будут ли они помогать, или будут ли они мешать, или что с ними делать в целом их? Что ты имеешь в виду конкретно? Ну, вот эти секты, они есть у нас, Да. религиозные секты. И с этими сектами, я думаю, мы не сможем ничего сделать. Ага. Смотри, брат, как бывает обычно, как я до этого говорил,
революцию и государство не строят какие-то закоренелые, какие-то секты, старики, седовласые. Обычно этим занимается молодежь, пассионарная, активная молодежь. Все остальные и секты, и особенности секты, их главная задача – это, как бы выразиться помягче, скажем так, жить в государстве, в котором они находятся, какого бы строя оно не было, в нем комфортно, чтобы им было комфортно в нем. Вот это главная задача, большинство секты стремятся к этому, чтобы им было комфортно. Имеется в виду, мы сейчас о суфийских каких-то орденах говорим же. И поэтому они будут также, вот сегодня, как они благоволят Кремлю, завтра, если у нас будет сила и у нас будет государство, они будут также благоволить нам, как Аллах в Коране говорит, они будут говорить, мы были с вами, вот, мы делали вам дуа, мы вот все, что могли, делали, вот так они будут говорить. И от них ждать какое-то противодействия серьезного, только если это будет в рамках какого-то лицемерия и использования и их в качестве сателлитов со стороны врагов. Это тоже возможно, как мы увидели в Чечне. Да, вот именно. Да. Это да. Но, опять же, вот есть батлхаджинцы в Ингушетии, да. Именно, я сейчас не обо всех говорю, именно о сектантах, которые внутри батлхаджинцев, вот этот их костяк, который занимается вот этим злом, я о них сейчас говорю. Вот подобных людей спокойно можно обмануть властью, деньгами и сказать, вот мы вам передаем всю Ингушетию, вы будете над ней властвовать, просто вот с нами на контакт выходите. Я имею в виду новая какая-то оппозиция в России, которая теоретически появится, не нынешняя, а новая, то их можно легко вооружить, раздать оружие, чуть денег дать и использовать. Да, такое, в принципе, возможно и практикуется. Но здесь вопрос в том, чтобы работать на опережение и смотреть на предыдущий опыт и не допускать такого, стараться. Но риски, да, есть, конечно. Вот что можно сказать. Ансар, я дополню то, что ты сказал. В 2004 году, когда мы зашли в Алайче, муджахиды взяли под контроль всю республику, и к нам не прошло много времени. Я сам там, уже сколько лет, 19, да, лет, 20 лет, да, уже прошло. Я насчитал там около 20 машин, которые приехали из Сурхахи, из Алиюрта, и все они были эти бадлагажинцы. И они сразу говорят, мы с оружием приехали, скажите нам, где позицию занять туда-сюда. И я был приятно удивлен. Я говорю, смотри, брат муджахид рядом, смотри, я говорю, бадлагажинцы приехали, на нашу сторону позицию берут. Он сказал, ты их не знаешь, А он сам бадлагажинец был, бывший. Он говорит, они подумали, что власть меняется, из-за этого приехали. И наш амир сказал, ничего не надо, единственное то, что вы можете там помочь, там раненого, чтобы отвезли, и все. И вот, Мухаммад Аздоев, тебе ответ, что будет. Просто нападение было. До утра только республику взяли. Да, хороший пример, да, я забыл об этом. Да. И также будут и остальные какие-то группы, когда они видят, что меняется власть, они сами будут приходить и говорить, мала водо, фудо, веймох мубир, вейкам мадир, фудыш паады вейхже. Иштхали от адл хусту, шнахусту, люди подвержены сами по себе подчинению власти, большинство людей. Адл цани мукусяхаш, хазах душан, дуккуз вейбахчар, уолш, адл гар, حميحل جاتشان عادل استوسمن سجي كوا بوتسا جاتشاج والش حنا صودق صار كوا عادل لاتش دق ليوش لين دي شان بوت طولداني بوت داعي عليش تدروش حبوق لا تحقوش دالي السن الرجي بوتشاتش دق لات دشن كوا يا صودق عادل لاتش كوا صار حمتوستولش سندو ويلي واجدين خد ويلي دو ديالش حمدش تيبن دو هناك حتى بيز جت الكورزا دوش جرزش بريد ورجوتش حمل يلدوي عادل حمتوستن شو تاعه
полностью картин хусло, хан хусло, с халлаш бабахки нахби, цар керт шлахт жу, задача, за адл самтос нандали, все, задний отчелес, хан ялчеве уз яхамят. Дук, со случае, со сей лол хочем цани. Цадин душ, замсак дяру, с благодаря, цавенях, ца галгайт, ан уамулюш, цашты, замсак гукас. Цадин халични дождь суалж, ишты, угли бахыш, تيجي سواخ أوجلس تيجي وجري باخر جماعتي بولش تيجي تخلردش لينيقز ماشين تيجي شوت خد شينيتش بيرج مدي لوزش تعبير لوش دي باك اب فوت ملتشين تخارات او خاني حيلا ملش دشو انتو تيجي فورم يوخنا باغاب ولي داوال عند وشر يا واش مش تواسوق داوال صناعة داك ازوج يا ول مولن دي صار ماشينش چی خواه ادیله اچوگات اوردلاتسن اوردلچ تنو تاريات اوردلش وجه باقا برش حبيك اديله دعوقا فبيك بفد ملت حمدات اشتحطوا هاور خات يعني تسوقاش بتاع اسن اوردل وجه سك سوشي حدوتس سوشو دينو دو زامسا جوز والله يوخت ويلخ سوق سوان تسول خيس حتيش موات يوخت تيبن ملبور نخ قلبن يوخسو از حموال بيبي يوخسون اوردلار دات از مشاهروا از حوالي بيا قنتر والسون يخش از لاحتوخ سوالت يخش لاحتوخ سرعتشوغا إيشيش تخطيبن ملوج ووقت جوخ بقون ساس سنتواردلار سولت سن يوخسون شغيرتش برا جوخ دي أي حو جعلي حو قنتر واليا قنتر حنوالت سيخش إيش تدي أنا قنتر والترسو يوخسو ويلخ دوترسو زامسا بو سولجوا ويخا خلج إحتا إيش تدي أنا إيسل قسترير جاكش تندوها اشت عدلا ملا عدل دلي قلصتش عامل دقة مبوش نياخ تندوها دقة ويج نتخلي ويج نجح سنة تانز بول جوي اشت حتى وخجي حني خارجن شي بيزنس جي خارجن شي كود كرت دقرقنا بناها دونش ديزت اشت متي نيسو از دقة ملوش حالي دولش أفغانستاني بحاجة تيجي دولش دي إشكلانش حتى بيحكي شش والصار وحمي أغت شو просто تhodit تخيدولش عليه اشت متي نيسو سوياهم ولي Меня, я надеюсь, слышно, то мне бывает, что меня не слышно бывает. Тебя хорошо слышно. Да, слышно. Да. Просто язык на это дорос для этих молодежи вообще, в общем, для Кавказа. В общем, не по теме, наверное. Все, кто придумывают юзеры или имена, кто пишет там 06, 95, 05, 07, это ярлыки, которые повесили на нас, та же Русня. Наверное, вы значения на это не даете, но было бы хорошо, если вы не ставили их. Все, баракаллаху. Да, вы негласно легитимизируете, точнее, регион, то бишь региональное государство с ней. Можешь нашествие, не будешь тогда задавать вопрос. Кто очень? Halim.m. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Жюри, что комитет ингушской независимости духая, что наблюдаю, и этот вопрос шулся. Основной задолжал вопрос, ханд ваш биш бол би ценничен основной ёлжил цели малайра хабизм барсы. Ансар, бисмилlah, ответь, какая основная цель у комитета? Ну, в прошлом эфире мы, в принципе, озвучивали, какая наша цель. Это создание независимого ингушского государства на основе Корана и Сунны. Это наша конечная цель. Но дальше по развитию ситуации некоторые спрашивают, а вы отдельно почалкали там отдельное государство, как же там соседи наши, братские там республики и так далее. Мы не отрицаем, что в будущем возможно, что у нас будет либо единое государство, либо государство по типу Эмиратов. То есть это возможно. Но мы сейчас говорим по факту то, что есть сейчас. Сейчас, в данный момент, наша задача – это деоккупация Галгайчи, потому что мы сами ингуши, и лезть в чужие проблемы – это себе дороже, потому что
Как только мы начинаем лезть, там, наоборот, получается больше проблем и фитн. Поэтому мы занимаемся в данный момент галгайчи. И наша цель – это деоккупация и независимое государство. Вот это и есть цель. الله لا يسمع حنت إذا دي أكوباتيا حم إذا بوصل بشرق حدا بوصل ويمخ بوصل بخبول جاهد إذا نزويش أستعقل جوجي ويشرق عواتي ويحم عواتي شور مهولويتي Да, нисты. Деоккупация ахалге мохка يسرل بجاب أو دليات ساب مخ دليات شيء مستق إير دواق ميزيها مستق إير دواق كاشلتها داخو وجا تسام شوي سوي سدبو وجا حي كردق حي واخر لي ورت أقسات ويسنا ويبص النقد ويبص من خنشلتها ويزكون ويعادل بص دن توام بجده نبص دن ساداخ داخج ويمتكي توي يجدق وي زاهل دقص دوصل واغالج بوصل بشرق عواتي شرق عواتي دوست على ريرتو رسني عشر أرض ديزوي ها تجدولدلج أطلب مجد وين استغنى بين جوج دقص منبرتر حيغم دبيته واشتا دوتش ديشا نعملاتي دولج تبدأ يشوات اشتاق داخل قدوس مشتيز مع خلفاتي ورسن حم حقول سو خليت أتد شرع مواتي نو إذا وقت تيمي حد خلفات يدوس وقت خلفات يا هركزك قشتي حمد وقت تيمي زيوت سكاس نو بوصل دن ثاني بوصل دن التوم بيجي ملا إمارة خل بقوي دنجح إمارة سبتش حلقية زعميك دليل وقت دليل لهته ديال شرلات جي بتش حلقي خل بقوي نجح سنة قيل جو أسلوبيش حقوات شغل جيتي قيل بوصني بتش حلقي نش ثاني دعقي تسات حنخل أو هاش تعديتي يا جيوغرافيسكي واش تعدات عز مثلا يخي من بتش حلقيات بوص مناق تاخذ الداعي إمارة طولها حي بتش حلقي نجح سنة حبوصنا لا ثاني بوصني بتش حلقي نجلي ساتويست نتحن خلر تحن برت خلر واجب دسان допустим, сейчас на какой мех организация лучше царстване бартхалр из واجب دي تعمام ولش تعمير ولش خلر تعمام ولش الش إمام أدات سوي يعني إمام مهر إز ضخ قيول تيمي تعمير الدوي مثلا تعمير خلر إز وين الله قرآن شمار وأتسموا بحبل الله جميعا ميودا قرآن شمار ديق مليلج ميوخي ويك ديق تصدلر وينقيس بوليتيسكي دزنقلاش تخلر إز واجب ده ونجح سنة إز حقوات شغل جديسي مثلا وي داخو ويلي توم تسبش اجر حال ماستر أرواقر واجب ده وين ماستر أرواقر سلطة وجه آخرشة за стол мы можем обсудить все вопросы مش تشبع ده مش تخلص بقى باتش حلقي и так далее. То есть أهل الحل والعقد عجبوشناخه صار وجه ديش عشناخه مجاهد جه تم جوزلج يوزج تيقي لينش بوشناخه باقشناخه تيشيني بول باقنا باز بوسرش هذا بوق بنباتش صار وجه رشاح دق مش داخل مش تبع بيزير يقام النق شوقي كمان الله راسل ده هرتهم أدراز يويسي الله يمكر يولجو مالديو سويت يعني داخو خدي ديستار شيدن أمدر إجر هاو اسمه دي ترى الله تر داخو خاطون فيزيكسكي شيء يخش تتحم أمضي تتبيت قبول صار حم حياتج سويت لي ودلري أرسن سويت دق دلي شوي أجر حلقر سويت ملاده وجري جانر زورم دقيج وعمل ليه هنس حلقة دنج دو خاطر جوخت دا أزلوجدر إز جانر زورم دقيج وعمل ليه إذا أرح والح قيل باتش حلقينش حقوبة قول ولش قيل موتشكي تتحماج ليلدي ولش ما خاطس هنا بتصور ولش خان إيو نيجتي ناخخ تلتي حولش دري خوت لهاس قيت نسام ديلي حونة حق من ودالة تحسك سقط واسكو حيما مل اسخيل ديشا سقيلز قلر قيلز عربي شيخش ب مجاهدش ب باقي عالمنخ ب ياخش بوش ناخت يعني قمالش خنتس والله نو قدس خلق يتس نو
Хотя объяснять тебе, Улвол, что ты понимаешь, мелчуа вейцани балбат царье, мелчуа вей вообще мучат хатцани, вообще мучаю, а мучаес, ингушет. Хотя она Босния, Рис, Чечня, где-то это рядом с Фняхдер, с Албанией, я скажу. До такой степени далекий бы дух уднет бахш был кабулнах. Царя бехкиш дуах жахат шазвей. царя бехкиш дуах жахат шазвей жили. خيت يا خلاص просто اجر حلقه حيتصغر حول ولر حيتصنق ير حول ولر اجر حلق دن دقوتي حيتصغر دول ولر سلطة حيماك حيشحري ازدشان واجب سلطة حيماك بوز ناخ اونخي بي سماك صدات يحبي دعوخي شوش ها بات بريتسي تا صدعه غوز يعني يبولشان دات يحبي حيماك دول اوتويج وها بيرو اوتش حنا ازدبن واجب حل تاجان زور مش سيو سجي از نيساخيات سون اجر دوقع نصيحة ازد الدراس بيجرشت سلطة هذا وجه اسقيتم صار خن سلطة هذا اس اتويستنس شنت يول سان خين سلطة هذا سلطة هذا كيتشولر دن اندر морально كيتشولر دقص психологически так شيء физически كيتشولر ازمل ده حماس تحت دقسم ان شاء الله. Так, у нас сейчас в очереди уже 2 раза. Его не было. Мысли Ислама, Белокиев Ислам, бисмилlah. Задавай вопрос, если есть. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аллах да Аллах беркет йол эфира. У меня вопрос по поводу именно осетина, вот этого ингушско-российского конфликта, где были замешаны, так сказать, осетины. Вот какое отношение у вас к этому с точки зрения того, что Россия пытается стравить народы Северного Кавказа, в частности, не только Северного Кавказа, а сама как бы дергает за ниточки. Москва всегда стоит в стороне и руками вот этих малых народов она продвигает свои интересы, как говорится, разделяя и властвуя. Я лично, может не мы, я лично очень часто замечал, что Россия продвигает нарратив, что это вот именно осетинский народ виноват, или ингушский народ виноват с точки зрения осетин, а вот Москва была как бы тем, кто пытался их примирить, как бы не допустить кровопролития. Кто виноват в действительности в этом конфликте? Москва виновата, она вызвала этот конфликт прямыми своими действиями. Или же все-таки вот отдельные вот именно осетинские националисты. Вот этот момент я хотел бы прояснить и ваше мнение услышать. И второй вопрос, может более короткий, он будет с этим связан. Каким вы видите в будущем, после деоккупации, взаимоотношения с осетинами, либо с Москвой? Кто для вас, так сказать, является вечным врагом? Москва, именно Кремль, ее система, или все-таки осетины? Вот этот вопрос, баракаллах. Инсак, бисмилlah, ответишь? Мухаммад, на первый вопрос ответь, а на второй отвечу. Ва алейкум салам рахматуллахи баракату. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что осетины выступают в роли даже не оружия, а зондеркоманды, которая идет следом за убийцами, за вермахтом, скажем так, русским, и добивает там женщин, детей, стариков с особой жестокостью. Конечно, мы прекрасно понимаем, что инициатором, организатором, вдохновителем, основным виновником этого конфликта, как и любого другого межнационального конфликта, не то что на территории России, на территории всего бывшего СССР выступает исключительно одна страна, один народ. Это Россия и это русские. Для тех, кто верит в какие-то конспирологические теории, достаточно взять мемуары полковника Квачкова, соратника Игоря Гиркина-Стрелкова, где он точно, четко описывает, как они разжигали гражданскую войну в Таджикистане, как они один день кого-то убивали из оппозиции, а другой день кого-то, кто поддерживал правительство, и в итоге доводили все до каких-то боевых кровавых столкновений. Конечно же, нету никаких заводов, производящих в Осетии танки, боеприпасы и так далее.
которые бы сделали осетины, и вот осетины вот так взяли и решили. Та же проблема пригородного района. Нам известно о том, как насильственно и туда тоже переселяли из Грузии осетин, их гнали из собственных домов туда, и как им этот климат не подходил, из высокогорных людей и районов переселяли. Это все известные факты. Поэтому, конечно же, безусловно, виновником всего тотально на 99% является Россия. Никаких сомнений в этом у нас нет, никаких, мы не ведемся ни на какие разговоры о том, что вот, хири там, это во всем виноваты. Если бы завтра там случилась эпидемия какая-то там, я не знаю, ковид-2, и все бы осетины исчезли с лица земли, я на 99%, даже на 100% уверен в том, что Россия нашла бы, кого туда переселить. Нашла бы народ, нашла бы русских, которых бы туда переселили, лишь бы ингушам не вернуть эту землю, лишь бы сохранить эту точку конфликта, через которую можно и уничтожать ингушей, и манипулировать ингушами. Поэтому никаких надежд, никаких пустых надежд мы не питаем на то, что это как-то решится, и прекрасно знаем, чья артиллерия по нам стреляла, мы прекрасно знаем, чьи танки по нашей земле шли, и знаем, кто шел за этими танками. Другой вопрос, что сегодня, конечно, прокачанная пропаганда и жители Осетии, осетины, не только осетины, там многих я встречал русских, которые мне доказывали, что это исконно казачья земля, и что казаки чуть ли не получили ее во время сотворения мира. Они в эти все сказки верят, в эти бредни верят, и они сегодня абсолютно уверены в том, что это аланство и так далее, и так далее. Они не аланы, мы не аланы, это все как бы мы галгай, они хири, они осетины, и поэтому мы как бы верим в реальность, а не верим в какие-то бредни про российской пропаганды и сказки. С моей стороны все. Мухаммад, можно я к этому вопросу еще это для личного интереса? Да, конечно. Ты сказал, что горных осетин там как-то перемещали. Это была основной из, в кавычках, причин, что горных осетин как-то процесс вот этой урбанизации они проходили, что необходимый процесс их урбанизации ввиду неких там горного климата. Это реально, имеется в виду, была такая причина? Там есть несколько версий, да, я не знаю, какие сатанинские мысли посещали головы этого Сталина и его приспешников, когда они это делали. Есть версия того, что грузины, тогдашнее руководство Грузии, за счет этого чистило Грузию от осетин. То есть они пользовались моментом, пользовались связями в Кремле и потихонечку вытесняли какие-то группы национальностей, которые им, скажем так, не нравились, да. Что такая же версия существует о турках-месхетинцев, которых тоже как бы депортировали и потом даже не позволяли им вернуться и так далее. Разные ходят версии. По сути, по факту, да, мы все прекрасно знаем, что из Южной Осетии туда заселяли людей. В советское время подобные решения, конечно, принимались на самом верху. Кто на них влиял, я не знаю. Но сказки, которые любят продавать русские ингушам, и потом эти наши ходят там по свадьбам и похоронам и рассказывают, что вот у того жена Остинка, у этого жена Остинка, она ему сказала, давай там ингушей, табах, взгляд, хадах, царь. Это все бред. Никогда в Кремле никакие осетинки, русские, ингушки, еврейки, ни одной нету женщины, которая управляла в Кремле, потому что тот, кто знает историю России, он прекрасно осознает, что у половины политбюро жены у того же Буденного, у того же Молотова жены сидели в ГУЛАГе, и Сталин спрашивал, ну как тебе, хорошо я? Поэтому там это все дешевые разговоры. И это глобальная империя, она управляет, и ее интерес не в ингушах и не в осетинах. Ее интерес в управлении покоренными, порабощенными народами. И не было бы там осетин, туда поселили бы какой-то другой народ, да. Если нужно было бы ингушей другим способом дискриминировать, другим способом ограбить, придумали бы другой способ.
Но это все очень эффективно, и мы все выросли на этих рассказах о каком-то там, о каких-то связях в Кремле, о каких-то невероятных возможностях осетин, события в Беслане, события этой войны в Украине, когда этих осетин сейчас просто, они там, по-моему, чемпионы по количеству погибших на этой войне, они показывают, что никакой особой роли ни осетины, ни ингуши нету вообще в России народа, который бы для империи был более ценен, чем любой другой народ. Да? Им хоть ты русский, хоть ты кто, империи это без разницы. Если тебя нужно для какой-то цели империи, для там, управления, я не знаю, там, для доминирования, еще чего-то в регионе, им нужно что-то с каким-то народом устроить, они это легко устраивают. Абсолютно легко. Поэтому это все бред. Тут мы четко должны давать себе отчет в том, что все зло исходит как бы из Кремля, а не из там обкома партии бывшего того Осетии или еще откуда-нибудь. То есть Все, причина пожалуйста. может быть любой. Бараклав. Да, это зачем нам в этом разбираться? Мы же видим результат. Зачем Ну, нам в нужно принципе, пытаться да. понять, что у этих сатанистов было в мозгах? Плевать. Ансар, ты помнишь вторую часть вопроса? Да, я Потому что я помню. забыл. Да, я помню. Вторая часть, грубо говоря, простим ли мы осетин, или простим ли мы русских, или если простим, кого из них мы простим. Здесь есть психологический момент. Почему ингуши очень сильно злятся на осетин? Хотя мы видим, что Россия в целом, она инициатор этого всего, сценарист, режиссер и исполнитель. Но мы же понимаем, что чисто психологически осетины – это наши соседи, с которыми мы веками там жили. И с точки зрения психологии, когда твой сосед, который бок о бок с тобой живет, в один момент превращается в монстра и начинает уничтожать и убивать, и еще зверски, никогда на Кавказе такого не было. Ни один народ не сотворил такого на Кавказе. Были войны, были разные моменты. Даже с врагом пришлым, с русскими так не поступали наши люди. Спаривали животы беременным женщинам, убивали свиньям, скидывали детей. Этого не было никогда. Это беспрецедентный случай. Поэтому некоторые удивляются, почему вы так сильно их ненавидите. Нужно понимать, что это беспрецедентный случай. Плюс это твои соседи, это вероломство. Они совершили огромное вероломство. Всего лишь, если так взять, да, из-за клочка земли. И то, которое не принадлежит им. То есть никто, неужели среди них не нашлось благоразумного человека, который не сказал, да что вы творите, даже если эту землю они хотят у нас забрать, разве это стоит того, чтобы мы детей скармливали свиньям? Разве это стоит того, чтобы мы женщин убивали беременных? Разве это стоит этого, чтобы мы горло резали людям, беспомощным людям, не военным людям, обычным, мирным? Поэтому говорить о том, что если мы с точки зрения психологии можем понять Кремль как империю, которая сминает все на своем пути и уничтожает всех и вся, то есть не щадя там ни ингушей, ни чеченцев, ни дагестанцев, ни другие народы, то что с вами случилось? Вы с ума сошли или у вас что случилось с вами? Вот о чем речь. Почему никак невозможно это принять, никак невозможно это простить. Вот в чем проблема. Ладно, это все еще. Они до сих пор не говорят, да, это было ужасное преступление. Они до сих пор не признают этого. Они считают, что они правы. Они считают, что имеют право на это. И если такой случай подвернется, это означает то, что они сделают это еще раз. Это ужас, который произошел между нами. И простить такое, я считаю, что не представляется возможным. Хотя это наши соседи. И чисто географически нам деваться некуда от них. Но это то, что я могу сказать. Я не знаю, что будет дальше. Если они выдадут всех своих преступников, накажут, выплатят репарации, я не знаю, что должно случиться, чтобы хотя бы какой-то холодный мир между нами установился в будущем. Что касается России, здесь говорить о чем? Это империя, как я сказал. И отношение к ней ровно такое же. Опять же, мы вынуждены с ними жить по соседству, потому что география такая. Аллах так сделал, что мы живем рядом с ними, с худшими, может быть, мне кажется, худшими из врагов, которые только могли бы быть. Мне так кажется, может, я не прав.
но они есть, и они не исчезнут. Естественно, максимальное, что бы нам хотелось, чтобы эта империя развалилась, распалась, и русские там, не знаю, на какой-то своей русской территории создали свое русское государство. И это будет от нас за 1000 километров. Потому что до них еще огромное количество национальных территорий, которые, это будет одна из стран где-нибудь в конце, на границе где-то с Финляндией, я не знаю где. Я хотел добавить. Да, Алла. Да, Мухаммад. Вы знаете, во время Карабахской войны и Первой Карабахской войны остины приняли активнейшее участие на стороне Армении. И они всегда поддерживали этот Карабах, мол, такая независимая. Дело в том, что в Карабахе, в Хаджалы, был совершен колоссальный акт геноцида, да, когда там просто такой ужас устроили над этими местными жителями, азербайджанцами, мирными жителями. Там устроили страшную бойню, там расчленяли детей. Там, короче, какой-то такой кошмар. И сколько бы об этом вопрос не поднимался, я в различных чатах это видел, я видел какое-то абсолютное, знаешь, приятие остинской частью того, что ну да, что в этом такого? То есть для них это было нормально. И вот когда случилась Вторая Карабахская война, буквально перед войной я узнал, что среди армян есть группа людей, которые осуждают то, что случилось в Хаджалы, которые говорят о том, что мы совершили страшное преступление, и что те, кто виновны в этом, они еще живы все, да, что они должны быть покараны. И сегодня азербайджанцы их достают. И остины должны просто увидеть элементарную вещь, что случилось в Карабахе. Какая расплата наступает за какие-то страшные преступления, за которые ты не покаялся. С их стороны покаяния я не вижу, и я более чем уверен, его не будет. Да? Мало того, нам пытаются доказать, что этого ничего не было. Мы все прекрасно помним, сколько ингушских трупов было, фотографий несчастных, убитых, замученных, запытанных людей, как эти трупы ингушей выдавали за трупы остин. И вот эта вся чисто русская пропагандистская тема, да, когда Бучи не было, Хаджалы не было, пригородный район вообще еще Лжат, вообще не упоминайте нигде никакой пригородный район, это там что-то остины с ингушами. Но проблема в том, что Шойгу, который это все устраивал, организовывал, точно так же, как он устраивал, организовывал бойню в Сухуми, он у власти. И я сегодня, когда вижу, как он каким-то ингушам там, когда был министром обороны, вручает какие-то награды и так далее, у меня возникает вопрос к этим ингушам, ДГСХ это еще даже вот, ну не знаю, руку этому человеку пожать. Потому что и я более чем уверен, да, что всеми вот этими зверствами, ну, обычный нормальный человек, да, если он не психопат, если он не маньяк, он не может этого делать. Не может нормальный человек кинуть младенца на съедение свиньям, не может нормальный человек потушить там 200 с чем-то окурков женщину. Я уверен, что там были специалисты из России, которые этим всем руководили, которые это все указывали. Поэтому, ну и безусловно в этом принимали участие остины. И я согласен тут с Ансаром, что мы не видим никакого покаяния, мы не видим никакого осмысления того, что произошло. Это как бы, ну, я не знаю, если от нас требовать того, что, ну, нам надо дальше жить, да, дальше будем жить, но нам хотелось бы, и мы будем, конечно, стремиться к тому, чтобы виновные в этих зверствах, именно вот в страшных преступлениях, они также опасны для остинского народа. Я уверен, что человек один раз такое содеявший, от него можно ждать все, что угодно до самой его смерти. Поэтому эти люди просто небезопасны для любого общества и любого народа. Тяпша Амад Дараз. Таганы хажу сагылай метла даз. Таганы царгыры цада дуққа хамдыве дирик дадяқчы дақи. Дол дақи дадол дақи дуатсыжы таганы эзырыш. Аддат аз бәж аддықвей. Нахбывей едины буатсыж, ебейны буатсыжы дабян, без вести пропавший. إيش نختي تغن مشاب تعمبيخ كابيش سنة إيش تعبيخ كاتشان هم خوي إيش مشاب وق إيش دين حتى خوب مشب إيش تغن يعني خوش كل تعبيخ كاب إيش تانيس إيش تعبيخ كاتشنا خو إيش مشاب وق
تغن إصدقي حلوش دات صار كأزينا باتش تغن صندوق دوا 92 году زانك بردر سو سنيان وش قارتي بحودين تيك داوودش إز داوودش خان سن أفتمات مري الله سيبيغا خدا جواسون إز داوودش خان تقوى ملوجو قالور معور آريان تم داوود جوير ياخش إز ناقل يحقا إز داوقتا ددك دوا جوسو تغنتي هدول دق دوا تجي وين دعويا نوس الله غازف قابل دولتسن إذا ليخش تسجي حمل دينش دول دق تسجي حاج دعوخش س نانخوي سنيانوش مويس نانخوي يدعوخش تدقش حاج نظراني площади سنيانوش دقواق سنتغن سن يلخش تسيخا سنانم تسجي вообще عيخ موجود دوج ياتر السيواقع يعني تقدأوخش إن شاء الله يعني تقدأوخش سون دين حم أي تيجر دقي أي تيجر الله حم ياخش تغنتها إيش حدك أوخش مو عوضوش سنيانش تدقش حاجة إخا شي وش ليخش سانيقي كورتوش دواتش عمرجش خيديا بواق بيا حيت حمدواتش بولج بول نختغنا خندات سياخش فسيت أنيقي حاجدين سموجي شورت بو خنت والله خن اللي عندك خو الله شيء شغلي غلط صار إذا دقوا يسارك الله аминь. Тогда мы сейчас будем зачитывать вопросы. 5-й вопрос, он состоит из 3 частей. Я его зачитаю поэтапно, то есть 1-ю, 2-ю, 3-ю часть. Иншаллах. Лаконично, коротко постарайтесь на этот вопрос ответить. Он как бы это один вопрос, но он на 3, короче, разроблен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва алейкум салам баракатуху. Маршал, дошел говори. Аллахум могуш мершер елдолчо. Вам аминь. Вопрос. Какие планы или проекты будут в ближайшее время строиться или, так скажем, воплощаться? Мала Бог Бейлярха, да что в кавычках. Имеется в виду публичные проекты. Бисмилля, Ансар. Коротко скажу из публичных проектов. Во-первых, именно вот если государственность брать, строительство, то государство, как мы знаем, строится на государствообразующих институтах. Соответственно, ни одного института у нас такого нет. Если мы берем любой аспект, даже языковой, какая письменность у нас должна быть, экономика, и так, то есть ничего нет. Все нужно создавать с нуля. Сесть сейчас в воздухе, создать все эти институты мы не можем. Прокуратуры всякие создать, не знаю, уголовные дела возбуждать. Такого мы не можем, потому что это несерьезно. Соответственно, мы закладываем всего лишь какие-то фундаментальные какие-то документы, пишем, пытаемся заложить какую-то основу, откуда люди потом смогут оттолкнуться, люди, которые будут за нами. Также мы прописали одну научную работу, касающуюся языка, потому что именно конкретно алфавита ингушского, что многие люди писали об этом предложениями разными, и мы собрали лингвистов ингушских, посоветовались с многими и создали такую научную работу касаемо алфавита ингушского, каким мы его видим в будущем. Эта работа скоро выйдет, иншаллах. Сейчас она уже написана полностью, готова. Просто дизайнер работает над созданием именно содержания, там, обложки и так далее. Это один момент. Второй момент – это правозащитная сторона, когда нам именно нужен правозащитный какой-то институт как основа. Конечно, создать полномасштабную правозащитную организацию на государственном уровне мы не можем, как я сказал, но мы можем создать правозащитную организацию, с помощью которой мы можем помогать людям, потому что и сейчас с Европы многие наши братья и сестры, которые покинули Россию и Галайчи, они нам пишут с просьбами, потому что им там миграционные службы в Европе говорят, что если вы получите документ от Комитета ингушской независимости, что вы состоите в нем или поддерживаете его,
то есть, адвокаты им говорят при миграционных службах, что есть большая вероятность, что им дадут позитив и так далее. То есть мы уже начали работать в этом направлении и выдали, и Мухаммад Тариев тоже в курсе этого, через него это все делалось, выдали несколько документов, подтверждающих, и люди, насколько я знаю, получили позитивы или находятся на стадии рассмотрения. Если мы можем это делать, мы считаем обязанностью помогать нашим братьям и сестрам в этом направлении, тем более большинство из них это жены шахидов, это дети шахидов наших и притесненные люди под зульмом, которые находятся. Также мы работаем в сфере того, что есть отдельные люди с нами, которые работают в этом направлении в сторону Интерпола, когда вытаскивают людей из Интерпола. Есть прогресс в этом направлении. Я не буду цифру называть, сколько людей мы вытащили из Интерпола, но она очень большая. Это десятки людей мы, по милости Аллаха, смогли вытащить с Интерпола. И в дальнейшем эту работу тоже мы осветим. Просто не хватает людей, которые помогли бы в этом направлении именно вести эту деятельность. То есть в этом направлении тоже работа ведется, иншаллах. Потому что в будущем по ходу нашей работы, в предыдущем эфире нам задавали вопрос, типа вы людей толкаете на что-то, а чем вы можете им помочь. Поэтому мы на своей стороны пытаемся создать орган, с помощью которого мы сможем помочь людям, которые выехали из-за их политических воззрений, из-за оппозиционных взглядов. Иншаллах, такая работа тоже делается. Также Медина мы тоже будем развиваться, двигаться, и военную сторону тоже мы будем развиваться, будем, иншаллах, показывать эти моменты в будущем. Я надеюсь, это не затянется. Это первый вопрос был, да, Абусад? Да, это, в общем, это один вопрос, но он разбил их на 3 вопроса, как-то так получилось. Но я считаю, что это резонный вопрос. В общем, вопрос номер 2. Возможно ли создание новостного или разоблачающего проекта по типу разоблачения чиновников, их коррупции и так далее в информационном поле, в кавычках? Да, это возможно. В будущем над этим нужно работать. Опять же, здесь имеет место быть информация. Она, конечно же, до нас доходит, информация. Можно сказать, с самых кабинетов даже до нас доходит информация изнутри, но мы ее не публикуем, не используем ее по некоторым причинам. Одна из причин назову, что это может раскрыть людей, информаторов, которые болеют за наше дело, и поэтому мы удерживаем некоторую информацию. Публично, которая есть информация, да, ее тоже можно собрать, аккумулировать где-нибудь, отдельный канал создать, то есть тоже можно на этой сторону работать, я думаю, тоже имеет смысл. Следующий. Теперь 3-й вопрос к брату Абдуллаху. Я могу добавить к тому, что остался? Конечно. Сегодня мы не выступаем в роли Навального, да, там бороться с коррупцией, понимаете, бороться, когда от нас требуют там бороться с коррупцией, еще с чем-то. Но абсолютно понятно, что и коррупция, и все прочее, это все стимулируется и поощряется Москвой. Москва ставит этих чиновников, Москва ставит этих гауляйтеров, Москва ставит этого Калиматова, там, Евкурова, еще кого-то. И мы прекрасно понимаем, что даже тот же арест брата Калиматова, по всей видимости, он последнее, с чем связан этот арест, это с какими-то хищениями. Я уверен, что это был абсолютно другой какой-то сигнал, поданный Москвой тому же Калиматову. Потому что коррупция в России, она абсолютно управляема, она регулируема. И мы, как оккупированная республика, у нас они устанавливают лимиты коррупции и все прочее. Поэтому сегодня нам нужно говорить, если и говорить о коррупции, то только мы ее видим как одно из последствий оккупации. Одно из тех зол, которое пришло на нашу землю вместе с ними, и оно с ними, я надеюсь, и уйдет. Для этого, конечно, нам нужны люди, которые будут об этом хорошо писать, и я надеюсь, нас услышат. И Нисан Линч, и Ингушетия 06, и другие разные были
Канти, которые очень круто писали, вот просто изумительно умели работать с текстами, изумительно умели подавать правильно смыслы. Да, нам они нужны, потому что все мы не выступаем в роли власти, там, будущее в Ингушетии, мы не выступаем в роли тех людей, которые к ней стремятся и так далее. Мы сегодня стремимся к независимости, и сегодня об этом нужно говорить с людьми, нужно объяснять людям, почему нам, мягко говоря, не на пользу быть в составе России и быть оккупированными. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы люди подключались, люди работали, и мы вели качественную информационную политику. Поэтому я со своей стороны могу призвать всех тех, кто действительно переживает за Родину, чтобы они подключались. И также сказать ингушам, сидящим в Европе, вот буквально вчера мы обсуждали это, о том, что почему у ингушей нету диаспор. То есть они есть, но вот организованно какие-то диаспоры ингушские, они живут буквально несколько лет, потому что обсуждает диаспора? Это просто совместные какие-то посиделки и разговоры, кто где какая машину купил, квартиру, кто дом достроил, не достроил. Но это же не идея для наций. Мы же себя позиционируем, мы стремимся к тому, чтобы быть нацией, к тому, чтобы быть государством. И хотелось бы, конечно, получить поддержку также от нашей европейской диаспоры. Она очень крупная, и она растет какими-то гигантскими темпами. И если люди действительно хотят что-то сделать для своей родины, что-то сделать для своего народа, пожалуйста, подключайтесь. Ой, дригжди, на Ансара это все положить, сказать, вот давай вперед, ты нам сделай независимость, принеси, ты же нам это объясни. Но это, мягко говоря, не очень правильно. Все, Алгала. Мухаммад, если ты не против, назови этих парней, которые ты в том эфире тоже назвал. Наша просьба к ним. Если вы болеете за свое дело, за наше дело, за общее дело, то бисмилля, выйдите с нами на связь. Бот обратной связи прикреплен на телеграм-канале, и мы непременно выведем вас на связь с Мухаммадом Тариевым, иншаллах. Нам не нужны ваши настоящие имена, нам не нужны ваши какие-то настоящие номера телефонов. Да и мы, конечно же, хотим, чтобы вы все были в безопасности. Сегодня интернет позволяет, сегодня нету никакой проблемы взять какой-то второй телефон и использовать его для того, чтобы общаться. Да и поэтому, если была бы возможность бороться за Ингушетию и не называть своих имен, то многие бы из нас это выбрали бы. Потому что цель-то тут не в том, чтобы прославиться, не в цель добиться каких-то выгод, кресел, я не знаю чего, а цель совершенно иная. Это построение своего независимого государства, освобождение настоящей республики, чтобы мы праздновали не то, что нам русские там дали, сказали, ну ладно, вот потому что нохчи создали настоящую независимость, да, нам Россия подсунула, я считаю, вот этот симулятор, который мы там принимаем за чистую монету, и что эта республика сделала? Что эта республика сделала? Какие можно назвать свершения? Нам постоянно твердили об этом коттеджном поселке Таргим, потом о каком-то заводе мачтовых антенн, который не существовал. Ну, мне кажется, для ингушского народа, который создал такие памятники архитектуры, и который выжил при таких ужасных условиях, подобного рода достижения, это совсем несерьезно. Несерьезно считать достижением, что у нас телевидение свое появилось, еще какое-то. То есть то, что нам постоянно русские говорили, да, о том, что мы вам школы принесли, мы вам больницы построили. А что в Турции нету больниц и школ, или в Никарагуа их нету, или в Аргентине, я не знаю вообще места в мире, в Африке, в Судане, в Чаде. Везде есть больницы и школы, везде все это есть. То есть, мне кажется, ингушская нация достойна большего, достойна лучшего и достойна настоящей независимости, настоящей свободы. Так что это все делается не одним человеком, не двумя, это должна стать национальной идеей. Поэтому да, конечно, нужна помощь, нужна ваша поддержка. 2-3 человека, которые там пытаются что-то сделать на информационном поле, этого мало.
К сожалению, этого мало. Так что подключайтесь. Из Европы подключайтесь. В Европе вы вообще в полной безопасности. Я знаю, что там есть очень умные люди, очень порядочные люди. Ama Douglas, духнах быцик в Европе бахш, духнах тейтапсол, духнах бейзапсол в Европе галай, которые действительно чего-то хотят больше, чем просто какой-то дом там построить, который гаски могут там одной ракетой или одним снарядом взорвать, или эту машину, которая у тебя дал там очередной какой-нибудь конфликт беганый, груда металла. Не в этом же смысл жизни. Все, своя нрава. Я зачитаю третий пункт вопроса. Вопрос к брату Абдуллаху. Возможно ли делать уроки по военной партизанской тематике, так как у брата есть опыт в кавычках, начиная с самого малого, от одежды, ориентирования, разведка и так далее. Также советы, чтобы не допускать ошибки в этом деле, в этом направлении. Темло кичвар в кавычках. Аллах ряз хал, контер доу, хаттер дубхан дали. Аллах ряз масанаху. Бисмилля, алхамдулилlah. Иншаллах, есть программа, которую мы будем работать по этой программе. Не я один там буду работать, другие братья тоже будут работать. Братья с братьями пишем и книгу пишем, как насчет военного дела. Иншаллах, все будет. И уроки будут, и письменно будут, и эфир будет, иншаллах. Это что касается твоего, да, опыта? Ну, то есть... Да, насчет этого вопроса ответ. Все, баракаллаху фик. Шестой вопрос, и после этого вопроса будут вопросы из аудитории, иншаллах. Создание кин после обращения Закаева – это совпадение или это обращение сподвигло к созданию кин? Бисмилля. Кин существовал в виде другого джамата задолго до того. И вообще в целом этот путь, люди, которые находятся сейчас в Кин, они же его не начали после обращения Закаева 24 февраля, или когда это было. Интервенция России. Мы на этом поприще уже больше 10 лет, наверное, работаем. Кто-то больше даже, как Абдулла, например. Кто-то меньше. Поэтому говорить о том, что Закаев что-то сказал, и мы что-то сделали, нет, конечно. Мы работали, готовились в виде, вот в таком виде, как он сейчас существует, КИН. Он образовался в 2022 году. До этого мы были в составе другого джамата, работали, в принципе, то же самое. Просто нужно понимать, что новая волна политической активности, которая началась одновременно после 24 февраля, она просто вывела нас на новый уровень. Потому что вот этот огромный старт случился. Вот эта ситуация дала нам всем старт. И, конечно же, и оттуда, и отсюда начали разные какие-то выступления делать, кто-то призывать чему-то. И мы выжидали своего часа, работали, готовились и вышли тогда, когда посчитали нужным. Вот и все. Тогда переходим к аудитории. Да, Абу Абдул Малик, Машаллах. Машаллах, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам, рахматуллахи. Контрдолж, вопрос я в конце задам. Я посчитал, что по вопросу с осетинами мало внимания и мало было озвучено преступлений осетинского народа касаемо нас. Нас именно Валайчи. Начнем с того, что ссылка. Нас сослали братья, никогда не забывайте об этом. Когда мы вернулись из ссылки, моего дедушку с 5 сыновьями сослали с Ахкиюрта. Когда мы вернулись туда, когда дедушка вернулся туда, дедушка выжил, все они выжили, альхамдулилля. Одну сестру потеряли, единственную, все.
осетины не дали им там жить. То есть они 3 дня там сопротивлялись, на 4-й день они всем селом пришли и сказали: вот этой ночью, если ты спать будешь, мы сожжем тебя вместе с твоими детьми, короче. И пришлось оттуда уезжать. И для понимания, вот сегодняшний я, чтобы вот, ну, мы же понимаем реалии, тем более тех времен коммунистических. Мои родители, дедушка, они в Малгобеке осели. 5 лет они у чужих, ну, у двоюродных дальних родственников, однофамильцев жили они 5 лет. И война غلق تسيقير مش خمو وين اجر حل حيواخ كوامل دو غلق داخ ديس صار بيجن غلق داخ ديس صار مل دو غلق داخ дес так хайн عندي شاع. Потом ты можешь себе уже что-то делать. И в этих условиях ты должен накопить на что-то, чтобы свой дом еще купить. Себя даст для вас сумху аз руску да да движери аз хаяй аз бал бяб сейн сейвежериш сейцен аз адрес ли хажи сейц али хажи вей выслать обратный адрес ханда свежери вей дешки. То есть царь закона ничего выслать обратный адрес лахти ждут что делал ты ахшдан сделал ардяха чулта обратный адрес даст ты да царь гаргулу خليشو وجات цан вал эхлыч дук бысабат ждин ждабахта нах дук бахт родственник цвемех бахш тахнет шей цадбал 20 цвемех что пригород нах быш что ат дуцишо шамаш да царь гаргулу царь им дылычте им дули царь дава ягит владей Кавказ это лаху гярцу мохтига изqam выбрать я хударцу керсту иштик бах жизнь тыгич возможно я лари контрдулуж азерсел эмоционально дуцра аши угулка кахик безм болж ворви цу разный тейпар кахик шоуна русқас кахик шоучу русқас кахик шоуна информационный кахик яхт болчу ишти техника разбираться дачу дрон амди шу чоги воз возможность озаман хурди банш хохола амди магц полш там бити цугас кичу даху قدوس ديش да цертахан лахтыжил положение шиц ада дизы чуди шиц ада нигит долчу ада ма дизы замя цертахан сукатч кахик мохтик геологи площадки геологи бахан qadachcha. Ассаламу алейкум. Ничего, Абу Абдулмаликс. Например, палестинцам мы скажем: ну, прекращайте воевать, давайте жить дружно. Простите Нетаньяху все, что он сделал. Ваш главный враг этот Байден, а вы нормально живите. Жить дружно в мире с осетинами. Те же самые осетины, те же самые. Просто марионеточные власти, и власть Осетии уже. А хозяин один в Кремле. Никакой разницы нет между яхудами и палестинцами, которые есть разница. Такая же разница между ингушами и осетинами. Все, закончили вы? По-моему, закончили. Гераклит был в очереди. Брат, если у тебя есть вопрос, задай, пожалуйста. Да. Гераклит, если ты не задаешь вопрос, сначала нохчо передаем. Я видел в списке, сейчас не могу найти, Муслим АСС. Брат, если ты находишься в списке, я считаю тебя одним из достойнейших братьев, машаллах. И считаю, что у тебя критика как никогда уместно будет, если ты в виде вопроса как-то сформулируешь, задашь. Бисмилlah, брат, поднимайся. Бисмилlah. Вежи, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хешвуйса. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Муслим ашва хешву. Да, машаллах. Кихаттар шамдацар сошу гладу швар вежи. Кицаишта сформулировать дин за хаттара даца. Росладу швар со дал это боль дал
بركة إن شاء الله وقردشون. Рейсал, иншаллах. Если... Вежливый, если можно, у меня Да, есть один вопрос. Ислам, я тебе хотел сказать, если Да, больше нет Allah, баракаллах. самим-то сабр делаешь. Allah, рясхал муслим, Allah, нашли Бога. Allah, штаху. По поводу русификации, проблемы русификации, которая существует на всем Северном Кавказе, но мы сейчас говорим об Ингушетии. Вот вопрос, вы видите эту проблему, она есть или нет? Если она есть, то в каких масштабах она существует? Нарастает она, либо убывает, либо у нее какое-то стабильное, то есть она более так не нарастает, не убывает. И если она опять-таки существует, как ей противодействовать? Хотелось бы более развернутый ответ услышать от Ансара, в частности, от Мухаммада, может, Абдуллах скажет, баракаллах. Я начну, я думаю, Мухаммад добавит, и Абдулла добавит. Проблема, естественно, существует, и отрицать ее может только неразумный человек. Просто начиная со школы, каждый, вот здесь молодой, кто сидит, наверное, я-то еще давно школу закончил, но каждый, кто здесь в школе учился, у кого вообще не было родного языка, у кого он был факультативно. Что значит факультативно? Это вот как английский язык, у тебя там несколько часов в неделю ингушского языка. Как ты английский учишь, вот так ты учишь и родной язык. И некоторые говорят, я не вижу проблемы в том, что наш язык притесняет, просто человек понятия не имеет, о чем он говорит. Изначально все предметы в школе должны преподаваться на ингушском языке. Это основа любого государства, что все предметы должны на родном языке. Математика, география, химия, биология. Если этого нет, язык не развивается. В языке не появляются новые слова, новые обороты. Неоткуда этого все черпать. И нет нужды в этом. Развитие языка, вот что. А русский язык должен преподаваться факультативно, как и английский, так же, как ингушский сегодня преподается. Вот что означает потеря языка. Об остальных аспектах даже не говорю я. Не говоря о том, что ты выйдешь на улицу в Ингушетии, сколько знаков, топонимов и так далее, то есть улиц названий на ингушском языке. Даже дублирования нету на ингушский язык, не говоря уже о том, что там в основе ингушский должен идти. Какие государственные документы в ингушском государстве, в кавычках, у нас на ингушском языке, какие обороты у нас есть? Сколько заявлений вы подали на ингушском языке, там, имеется в виду там, получить безработицу или там, детское пособие? Было такое хоть раз, что вы пришли и вам говорят, пиши на ингушском языке заявление? Нет, не было такого. Я больше скажу, если такое будет, вам понадобится переводчик для того, чтобы это сделать. Переводчик понадобится. Я сам лично плохо читаю даже на ингушском языке. Почему? Потому что невозможно передать ингушский язык на кириллице правильно. Невозможно его передать. Потому что в русском языке, кириллице имеется в виду, отсутствуют длинные звуки, короткие звуки, как в английском языке они присутствуют, в арабском языке они присутствуют, и в ингушском языке они присутствуют. Язык исковеркан просто, подогнан насильственно под кириллицу. Поэтому, начиная от алфавита, заканчивая всеми аспектами нашей жизни, ингушский язык полностью угнетается и уничтожается. Он остался как язык фольклора. Единственное, что у нас остались, это исковерканный язык. Если мы о джагилях говорим, это мат, который у нас остался у джагилей. Если мы говорим о молодежи, это 50 на 50 русско-ингушский язык. Если говорим мы о стариках, это язык, который они используют для того, чтобы общаться между собой. Другой нужды в этом языке нет. Если сегодня взять и в одночасье просто забрать ингушский язык у ингушского народа, в их жизни ничего не поменяется. Ничего. Имеется в виду, не поменяется в том плане, что их жизнь станет хуже. Потому что он им не нужен фактически для жизнедеятельности, для существования. Поэтому говорить о том, что он не уничтожается, там дискуссии, это глупо даже обсуждать.
И то, что я сейчас обсудил, именно здесь поднял несколько аспектов, это всего лишь цветочки по сравнению с тем, что если грамотно это рассказать, об этом можно долго рассказывать. Я думаю, если есть у кого-то, кто-то добавит на эту тему. Я могу добавить. Да, Мухаммад. Помимо того, что той проблемы языка, о которой говорит Ансар, они же идеологически этот вопрос подкрепляют тем, и это касается не только ингушского языка, это касается всех языков, всех народов России, когда говорят, зачем он вам нужен? Ну, он вам не нужен, что ты на нем, высшее образование получишь, ты на нем сможешь работать как-то. Нет, это идеологически. То есть я хочу сказать, что Россия сейчас, как никогда ранее в своей истории, да, проводит тотальную политику русификации. Вы же видели этих, которые там, я татарин, но я русский, я там еще кто-то, но я русский. То есть теперь это уже приставка. Я думаю, что абсолютно очевидно то, что Кремль поставил перед собой цель в любом случае уничтожения вот этих национальных языков для всех. И все. Поэтому да, конечно, это абсолютно объективно. То, что да, они проводят политику тотальной русификации в плане языка, идеологии, полностью нивелирования каких-либо национальных различий. Все, с вами Алла. Баракаллаху фик. Тогда вернемся к вопросам, заданным письменно. Вопрос номер 7. Насколько я знаю, у Кин есть земельные претензии к Чечне. Уточните точно, о какой земельной претензии идет речь. Именно какая земля или участок земли, который сегодня находится в Чечне, Кин считает ингушской. Вопрос очень ясный и недвусмысленный. Надеюсь, и ответ будет ясным и недвусмысленным. Ответ ясный и недвусмысленный. Никаких претензий к чеченскому народу у Комитета ингушской независимости нет касаемо земли. Все претензии у нас к вассалам, которые, во-первых, оккупировали наши территории, с помощью своих вассалов, имеется в виду, управляют нашими территориями. К ним у нас все претензии и вопросы. Почему? Потому что они нелегитимно, незаконно вбивают клин между нашими народами, просто будучи марионетками Кремля, подписывая какие-то нормативные акты, которые никакого веса на самом деле не имеют, и, иншаллах, в будущем иметь не будут. Все претензии только к ним. Мы не признаем, я до этого сказал, их соглашения. Что касается чеченского народа, к ним никаких претензий нет. Это первое. Второе. Веня мехтали, аддарас. Галай мехтали. Хажу. Аз Аллах дигр душак. Вежри. Ирамел хошчан. مدوت جلاتش والله چه چنباش حمد شانس وینقی دواش حمدات شانس لاتش دوتش تهم يلات اش دري يلات وش دري ويلاتش ويجلاتش وين مسنيان قواش دو شمتر لات دق مدوت جلاتش مليل ديس قوان باتش حلقين جوي خنخن متك نيسن شولتاعي مصلحة ثانية دانيس ديشوش حمدز والله شرق ديت ديزش просто مصلحة ثانية دانيس ديشوش حماش ديش تغن واش إيدادر يعني تغن واش ديت سادر يعني سو بيد باتشان ظلم ما صندوق از الله دو دير دشوا مخيت إيش حماش مدوز خلات دي شندات دي سوارا غلغاش ياغاز نوخش ياغاز حنز دوت موت ياتشانز ديزش حمداتشانز بيد باتشانز نا ظلم ما سو ظلم ما حدو سو تشار يوخسوق связи бен сасбош на его вежириш дайхач эфири иштишт алра цогер связи бен бош фнях дер лятаж нис фуалгик де алра пач халкин шханчултах از вопрос тагн решити езвей хани аз қуаны пач халкин шханчултах вей ваше карадо мек излата хандо жахш йохсу таниз аз ях савш مش نيس دي والهوس ويكر حمتخلج مش نيس ددويس ويكر حمدات حنز إز دي سات يعني وين إز نيسل دات يتحنس قطع داجي ويترن جودن سعرشيني يش إز رشيني داتش قياق ندخل بيزي بيوي إز نت ويك بدوخش سقوي وات أحسن دوتش تويس ترن وين دول دوات رتلوتش وين ترن تدم وات بيز أي وات بيلز ده وات لوينز
дер отлыск, евен отлып мбатыс. Третья сторона и ючи қуалайыл, ау, туйық емел ел чаны, вейн цу хаттырақ жоп, тадым отлып батыс. Ақсан дұлшы дейіз. Дадуақ қой. Қыбырыш бой, жахарду да уж и яйрыз вопрос, масхаду и яйрыз вопрос, тунду вей эйз. Сабыр дел ше вежри. Айталата святой нах мучепыш. Гал walыш болса калци. Масла гал бямпыш цухаттыра. Мас тузамынга янцар. Хантус халятса тададык дизвей. Is хылчы яхас ишт. Сом is қабылды жуат ишт хантян. Ханялче цухан хыныжыл политический конъюнктур хаджа патчахвиз жахар хейлыз я аслан хейлыз. Цу حالي цу بوش ناها جوت بالديزيتن باتش حلقنا حلقنا نجول صد ميز باتش حميز أختو باتش يا حمد عداك شيء ملر يوستابن حلقنا نجول سجا خو كاسجا حلقنا سجا خو أمير وليتان حلقنا هو زويسم وأتنيخ زويسم وها أتنيخ تو كاسجا يهم تهبان القدوق العزبوت باتش حلقنا حلقنا نرش حنوع زويسم حنيال شيء حيبيزن برحدي شو جوات ناخ ودودي جوا ناخ فيو حدي جوا صار حيك حد ينجدو حم حين خارج خيتي ديالله هي دم ديك حمدا ياخر نو عندك صابر دي تعديد يزوي يا اخي ايش تدوس دي جمت كلها حنا ناها حلوين سجا ما خاطز ناها اوبرولاتي مل خلد داك باتشاو استرن سو تدوس مسليني تنا كادي غيرتش سو تحن اندر يا اخي يجودي غيرت سنه حم اندر ايش سلواج ويرزات ان اس كونتكست هل اوس فنات داش اندر تو بريتنج خنرتو يا شماج مدوز تهر تو ديادو دو قمل تو جهر ديادو دو قمل جوج مديوين جلات تاج مدوز تغنى يغاسقي ذي واشي كرا دوادي حربان قستج بو سندوادي ويقي ديك كجدو ساري خاطر أطوع ديادت ديزوي يعني تو دياق أمال دي أصلا دياق أمال دي حل دياد حنتي يبقى أمال دي تحدي قشتي يبقى أمال دي سندوح تكبحت دي زت شوان يا خاص بروستو دتج مومنت جت ميوت جلات تاج مدوز سنا بيت باتشن حبال جلات تاج تغنى نقش دوسي غلغاش دوسي تغنى غلغي اشخولي نقشي اشخولي لا دقس تيريتوري يقص حتى دعوه واه اخينو يعني نقشي اشتغل حباك باكا يقبق وات نقشي وحنا نقشي ولي وزري يعني نقشي يقبق وات تعبوس نغدات سوي تموت بوتش تعد از دي لوت دوز نغدات سوي فدحت وين مچو از دي لوت دي خاديت لا تشتاج مچو خلق خندوي وانا سبحان الله فدوين خنرده مچو از دي خادوي وعشي اجلات تشبح عندوش كذلك صار بدل شيء بجري الله دو دي غدو قيتم بولشنا جاهز بروكاترش كم دوت سميسل لات الميل دي تادر صار شيء ياهر ما ددات صندوقها اصدق قيكر سلاتاش لاتsa. Барак Аллах фик. Так как я знаю, что это официальная позиция джамаата, я не попрошу Мухаммада и Абдулла добавить что-то. Продолжим. Вопрос, 8-й вопрос, он тоже разбит на несколько частей, я его зачитаю как один, иншаллах. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, ва алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Хочу задать братьям несколько очень важных для меня, и я думаю, для многих братьев вопросов. Я убежден, что для того, чтобы освободить нашу территорию от русского мира, без военных действий это практически нереально. В связи с этим хочу задать вопрос. Первый вопрос. Планируется ли на территории Ингушетии очаги сопротивления, или они уже имеются? Если да, то ведутся ли какие-то работы против врага? Бисмилlah. Абдулла, ажок плел хатра. Как мы в прошлом эфире говорили, нам на блюдечке никто не принесет и не скажет, вот вам ваша республика Ингушетия, вот живите, как вы хотели. Конечно, нам придется за это бороться. Свобода – вещь, она дорогая. Опять для молодежи я говорю, свобода – это не значит делать то, что тебе захочется, и делать то, что ты хочешь, твой навс. Свобода для чего нужна? Чтобы мы жили по закону Аллаха. Вот и все. Чтобы вы не говорили, молодежи, свобода, Европе, свобода, перемешивать, чтобы вы не перемешивали в это. Свобода это для чего? Для того, чтобы мы смогли исповедовать свою религию. Без свободы раб ты не можешь жить свободно и исповедовать свою религию и приказы Аллаха выполнять. Для этого, да, у нас ведется работа. Не такая она активная, как раньше, конечно. Мы сегодня физически, мы признаем, мы сегодня слабые. Сегодня против Российской империи
но мы все равно встали и будем дальше продолжать. И создаем, и создали джамааты военные, и будем работать, иншаллах. Решение проблем, джихад на пути Аллаха, вот и все. Если кто-то может интерпретировать слово джихад в пользу каких-то своих дефикационных моментов, Абу Саад, я тебя перебью насчет этих терминов, джихад, например, амир, шура, вот эти термины нас, во-первых, научил наш пророк, салам, и мы их менять на революцию, джихад на революцию, муджахида на террориста не собираемся, так как это кафиры придумали. Почему? Почему они всех муджахидов называют террористами? Почему? Потому что если они будут говорить также, признавать их муджахидами, люди задумаются. В Коране же упоминается про муджахидов, например. Джихад упоминается в Коране. Эти слова. И подстраиваться под этот лживый и лицемерный так называемое мировое сообщество и как его там цивилизованный в кавычках мир. Мы сегодня видим цивилизованный мир, что делает, который называют цивилизованным миром. Мы не будем ни под кем подстраиваться. Как нам сказал Всевышний и как нас учил пророк, салам, мы будем так делать. И эти термины заменять, и я считаю, это неправильно, и как минимум это большая слабость. Ну, Абдулла, я вообще хотел сказать, что мы не стесняемся этого термина. И для кого это борьба, для кого это джихад, это одно и то же. В принципе, недалеко мы с тобой друг от друга отошли. Хоть ты меня и перебил. Вторая часть вопроса, Абдулла. Этот вопрос Абдулле Эги. Абдулла, ты как человек, воевавший на территории Ингушетии против русского мира, как ты считаешь, создание внутри Ингушетии очагов сопротивления на данный момент, является ли это разумным действием? Или нужно подождать, пока русский мир пойдет, в кавычках, ослабнет на территории Украины? Джазакаллаху хайр. Я до этого уже сказал, что мы создали и создаем джамааты, чтобы они работали на территории Алайчи. И, значит, если мы это делаем, значит, это разумно, и значит, это мы считаем правильно. Насчет Украины, ждать, пока там Украина выиграет, это как ждать с моря погоды. Вообще в Европе, европейцам можно было бы обратиться и сказать, чтобы они помогали нормально украинцам. Если Украина потерпит поражение от Русни, то вам, европейцам, следующие вы будете. То, что украинцы там признали геноцид ингушей, мы от этого, у нас ничего не зависит. Они нас признали, не признали, мы дальше будем бороться против империи, чтобы освободить нашу Алайчину, нашу республику. Благодарите, вопрос тот, зачем создали, считаете неразумным? Да, разумно считаем, и создаем, и будем создавать, и будем бороться дальше, иншаллах. Баракаллах. Теперь вопрос аудитории. Переходим обратно к вопросам аудитории. И, по-моему, ингушский брат поднял. Илин, я не помню сейчас, кого я из вас первым включил. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Вопрос, Тарас Абдулла. Абдулла, Ингушетия, Алаймек. Каким образом создавать джамаат? Вы честно мышление, джамаат, колени, хамхойвень, правильно? Играл твои же мышлениями. شيء نقد أروش وسجى حالخ شيء فدي أروش وأكيد ثاني نيسخل شو أكيد نيسخل يسخن لباب صوت أكيد يوتر دقيقة ونقد حناقة войнеш бо зви победи сразу же схожи ахтунят. А тем более Ханс вообще халды таган дух букмай
غاسق دهبان تورس يانج دياخش والله توال سالش تعقات تورس يانج دياخش بناخد بوين бяжа. Так, так двух, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 года активное движение жертвы, Allah мог айолш. Так, айолш, она дукку, حتى بور مجاهدش حتى بور وجري حقيقة. так, وسيدن بزتي وشبك لورزان, но تغن غاسق نيتش أخلرا, من غدش سكس غلرا سخ مجاهد, لقاوش تعبير. تعوي غلغاي تغن بتشوتش واتسوين, например, на смене. حقيقة بو ناخا اش проверить بيه вообще خلص أنا دخل حني وتيب الملو هذا ملو ده تسميشتها إلش ملا يورتر وفيج сразу خوكوي ملو короче но цинкира циндокч подол хода цала ватчим إشت مسيت جروب يقوي واشا توخش داخو مش توخش بيه فتي توخش بيه زدوت سوريان تأثير أخي. Баракаллаху фик. Лин, есть у тебя вопрос? У меня, вот я хотел бы по поводу русификации уточнить. Здесь в основном ставился акцент на языковым угнетении, что вот угнетают именно язык. А вот другие сферы, другие области жизнедеятельности человека, жизнедеятельности ингушей, такие как религия, традиции, обычаи, мы видим, допустим, какие-то традиции возлагания венков, цветов к памятникам, какому-то там вечному огню и так далее, и так далее. Мы все на это смотрим как минимум с улыбкой, если не с насмешкой и с презрением. Мы знаем, что это чуждо нам, но это наслаждается какие-то культурные мероприятия, которые никогда у нас не справлялись и так далее. Я уже не говорю о том, что так же, как и других манкуртов и предателей на Северном Кавказе, ингушей обвешивают там различными русскими наградами в виде там крестов, каких-то там двухглавых вот этих монстров и так далее. Вот в этом плане вот вы видите, или в основном русификация, в основном, по вашему мнению, она протекает именно в отношении ингушского языка? Баракаллаху. Ислам, Саад Ал-Мегди. Алла Мамад. Ну, я именно языковую дискриминацию упомянул, потому что это основа именно национальной идентичности. Нет языка, нет народа. Поэтому я об этом сказал. Но то, что ты говоришь, тоже имеет место быть, Мухаммад Алла. Ислам, Хажил, нету ни одной сферы жизни, которую бы гаской не перемололи, не превратили в какой-то ужас. У нас гаская медицина, у нас гаские строительные стандарты, у нас гаская налоговая система. У нас вообще что-то есть, чтобы не работало по их принципам, да, которые мы же знаем, что всю жизнь это государство было отсталым. Мы знаем, что оно было технически, экономически. Всю жизнь они плохо жили, потому что они никогда не жили для людей. Они всю жизнь жили для империи, для захвата новых территорий и так далее. И поэтому, если ислам, мы говорим о том, на что они влияют, да на все они влияют. Просто я еще помню ребенком эти первомайские демонстрации 9 мая, которые Совет Адл-Долчхан были. И все то же самое, я все это уже видел. То, что сейчас я вижу, это просто какое-то дежавю. Я все это видел, и комсомольцев я видел, и пионеров, и коммунистов, и все это уже было. Они этот эксперимент уже ставили над нами. Но тогда он был, конечно, я думаю, в гораздо более мягкой форме, чем сейчас. Тогда это выглядело как-то в диковинку, а сейчас это действительно, ты прав, выглядит абсолютно смешно. Но смешного в этом на самом деле ничего нет. Потому что они пытаются нас русифицировать так, как они умеют. И вот Ансар, по-моему, в предыдущем эфире говорил, что оккупация русскими, она страшнее любой другой оккупации, потому что англичане не пытались заставить там индусов или кого там они покорили, оккупировали, они не пытались их заставить быть англичанами. Никого, ни французы не пытались из малийцев там или вьетнамцев сделать французов. Заставить их только на французском говорить, заставить их считать себя французами. Или любая другая колониальная империя, нет.
Там был чистый расчет, выгода, ресурсы, территории, геополитика. А этим мало. Роскошь Кремлю мало тебя покорить, мало тебя оккупировать, мало тебя грабить. Им еще нужно у тебя забрать историю, у тебя забрать все. Поэтому сегодня под ними ни один народ не имеет никаких шансов на развитие. Никаких, ни одного. И поэтому сейчас, конечно же, глупо говорить о землях, об экономике, еще о чем-то, когда эти территории захвачены. Или обсуждать их коррупцию. Вот эта коррупция плохо, а давайте без коррупции Ингушетию под Россию, что ли, делать. Ну, то есть все, что с ними связано, это некачественно, это плохо, это преступно, это вредно, это самоубийство фактически. Потому что это уникальная в этом плане как бы суицидальная страна, которая каждые там сотню лет себя умудрилась за сотню лет 2 раза разбить об стену, заново собрать, причем каждая последующая сборка хуже предыдущей. Поэтому, ну, тут все в комплексе. Царская реакция. Вот и все. Баракаллах фик. Когда мы переходим к части... أبو سعد خاطر دلا Да, تونا конечно. وجه خاطر سنة آخر داري اللي تاع برويز بسنة أولي تنا إز خير داري أخير سنة بس حلقة اتفي شكا تاع поднимать доры вопрос начала 90-х خلدل خمدات каждый орком вообще тон взгляд да анализ вахид ждик феререр свое видение истории и понимание за раск шьязи на раск шдючник доче пророссийский был чай дитнак доче маршу агу ахяги эрбелел был нахбала или маршу еш был нахбала цей взглядят истории иш аширил ши расклад эрду хвайца холво причин ши хок холте мухтача вайгалгайк ам хок холте мухтача хубахнаш душ это важный исторический периодчка но это даже последние 30 лет санбог дусай ишти бол бир болш буяш как хаттер санаду так бича хенстикиян дол чвардуй жим чвардуй цана это общий картин гурдарцан حقول شاشمون استدل موخ قتشال تاقان عيران يغنى процесс повторяться даюлерче как не повторить халхил долгалыч тадайта и масала цухайнах тобнаш майери разные видения ёлш предлагать ёлш из-за как предсказать да цогол что ишта тобнаш ёк ёл хилмегарю цар иш харвари анш предсказать или предлагать ирю отсон иш ида диезер вот иш расклада ирю яшар ицхахаттер дарса как просьба сана ич дика ахир дара та шолнага аставкратцы хагдири исламские движения дахваттер цу Кавказя цу галгай чухил джамаачу в начале 90-х иш так эц нохчу чуацарда лоч тига дакылган да böyle bu цухайна масала цичое вот болен бол болха цуна хупайт хилер и джамаата нохчу даяган как бы тиги вкладываться даюля лер Ингушетия и хумцу цухайна и бол масала чумакова бин бол болха гучма буе и цухайн дюнда и дабагне хар цуна иш результат то есть возможность шер иш цатагол и расклад чирол шуяш иш бол бир бол шбуяш хаттер дарцай савелашон Инса, бисмилля. Муслим, Аллах Расул. Валлахи, брат, тут расклады же мейнстримная докуянса, метги гужикоин тац ярш дасери, ярваш дасери, хамаш тут вулвулче, ценага чого док фитнес школ цадучан. Так док толкование школ по-разному, ряз буат школ док. أكيد политики же حمر وين مخارة على تمرنا حمير ده جه حبوصل سجولي بوصلنا هيك حوالي على تمرنا حمير политики же حم دوك محتاج جه كاك مينيموم أي رياض وقت جه هي حمتو على شيء يوزج دوك محتاج جه حال بيزن بولش حال يشواتج حال خيواتج وpolitika هيك يتحسبوني نخ نيسلوي بقدر دوس ديز يا أخش تخفول يا أخش تمو سجو
حكيك دوت سوق شيفوليل دوت سخوش سولتها تيتسولش أدي أبقى ويتي سوياش دي خارج حم عنداس نيس ديتي إذا تيتسولش بقى ملدري نيس ملدري حدوث يحتشي بوليتيكا يقي وين مخارة دق ظلم يجي فتنة تشهو أنا شحون بقيت شحون نيس ديش حمقتش النيس تقيت شهو تغنى أي غلط دات حندات أي غلط غلط تدي غلط دي ويبر يوم دات زمي غلط دي دوخ غلط دي أخشي يقي ويبر ما خنياتها شنو نقي ويبر هتش خنوا سندو دوخ غلط دي زمي غلط دات خزامي أنشتاع خيت والله إز ده وجد تغان يرد هذا تغان وجد هذا إيش حتى كولون شلتها أزين رفض مسلم إيش حماش حدوث وولج إز نخد دين بقى إز حاجة وجو جمكو دين و إيش عيسى دين و إيش حتى كتاكش إفيرج جاكلاد وتحدي وولج از زين شغل صو دقة فتنة خلري دقة تعزي خلري ما حم طول سنخيتسون تا أكورات ندوت شوج ده حم ديتش نقطة سنخيتسون نو تا أقول بلون تا جتر حو تا فروستون حكبات دي وولري تبودش تا إصدق هذه стимул дает к будущему. Я вообще считаю, что публичное обсуждение же тацу момент вообще езжат. حنا شورا نقي ديت شتو دان خيتسون مثلا از عبد الله ثاني حنسو شواج وعبد الله اجي ثاني دق قمال دات دق بحلقه نجد حماش ثاني ترى از عبد الله يرش دي والسو فخيتحون عبد الله زو اي مديلا انصار اش دادرهم واخ تقول قلنزرهم ها اش تخلر اش غلط خلرتنا ديلا جو ظلم خلرهم سنا از وجالي نو ادناك جي افيريا ازي عبد الله زي دوتس حماش فولر هويشان اش دخل تنخب وابيا بصنا بين مجاز دا عقلخش هناك دا محمد دا ورتان حقوان ازور استيشاب وبارع ايش حماج بيدوس دولي то فتنة ما خلص но здесь и сейчас это нужно обсудить тем кто занимается делом тот кто занимается этой работой им эта информация нужна простому обывателю я считаю что эта информация не нужна он и знать не знает что с ней делать даже просто история чей молочко году уже да диким ялыр ансар я алырма пейд битсумсуна благодарялчи мадарялчи. Ну что не скитавали нагасан, а данч хаттера, может быть я и неправильно тебя понял. Ансар, ошибка, да, и Бог, да, раз общеполитические изложения и вот истории, шуао, ваш взгляд, как бы взгляд ингушей, которые были за свободу и которые сегодня за свободу, которые объясняют, вот свое должно быть объяснение, не русских объяснений, не пророссийских объяснений, а ваше объяснение этой истории. А не вот так вот, а бывает, галач санбог, да, общий, политические истории. Но и тем не менее, это не отменяет моего предыдущего объяснения, потому что сгалат цудут ан адут сюда хамте хат суирки по-любому цачи вяли цу халох суирки ер штеаунзру вяли да то своли, потом начинается вот эта фитна жбомбивин фитна дохшнах. Но в целом аях штепе историю в целом новейшая история, да, начиная с 90-х, с 89-го года, начиная по 17-й год, пускай будет по 2017 год, иншаллах, нужно писать. Язди дизис. Дицата кудацина. Иншаллах, язди дизис. Ханялыч, там события не то, что понедельно шли, там по дням события идут именно в 90-х годах. И эта работа делается, мы это обсуждаем. Я думаю, иншаллах, этот труд выйдет. Я надеюсь на это. Конечно, без критики не обойдемся мы, но придется. И многим не понравится. И ингушам может что-то не понравиться, и чеченцам может не понравиться. Но кто-то должен на себя, я думаю, это ответственность взять. Аяхштейп обсудить и подать правильно со своей колокольни улицу вот эту историю нашу. Муслим хажил, а тут что хамаш дичо, фундаментально хамаш дахан. Когда наступит момент освобождения, обязательно об этом надо садиться и писать, и привлекать свидетелей, кто был тогда и как был тогда. Но что касается любого национально-освободительного движения, на тот момент сложилось так, что человека, понимавшего гаски,
на уровне Джохара Дудаева не было ни у одного народа. Ну, не было. Не было настолько, Димон, что по сегодняшний день, сегодня украинцы сидят, вспоминают, а вот он же говорил, потом немцы начали об этом говорить. Недавно я слышал от американцев. Вот мы начали читать, Димон, и узнали, оказывается, он-то это видел, он-то еще тогда. То есть тут тоже масштаб личности, масштаб исторических событий, и он, безусловно, должен быть обработан, переработан, осмыслен и изложен для будущих поколений, чтобы не совершались подобные ошибки. И эта история обязательно должна быть написана нами, не Гаской. На сегодняшний день это беда для всех кавказских народов. Даже когда начинаются эти глупые территориальные споры двух оккупированных, там, десятков оккупированных народов между собой, все опираются исключительно на Гасские источники. Тахан Ильячу, вот, муслим, ты же знаешь, что ни одной книги нету на сегодняшний день, написанной чеченцами о чеченской войне. Просто хронологии, хули, вот тогда-то было то-то, вот тогда-то было то-то. Хотя была страшная война. Даже 2 войны было. А литературы об этом нет. Есть литература, которую весь мир читает, она вся написана Гаской. Она написана генералом Трошевым, она написана генералом Шамановым и так далее. Из всей то, что написано со стороны чеченцев, например, это только «Птица на шее». Вот это Мороя, там под псевдонимом написано была о боях. Да, в Баргунском ущелье. Залимхан, интервью взяли, книжки мощные. Да. Ну, Залимхан, я говорю, уже вторая же война уже прошла, много событий. Залимхан-то писал политическую книгу, а именно вот о войне, как, что, где было, хронология. Четкий исторический документ, чтобы чтобы в будущем не возникало никаких споров. То же самое по нашим 90-м ингушским. Тоже нету ничего. Ничего абсолютно. В общем, Муслиму Энерс, он может сказать, Мамад Вялер, Вялер. Ансару яхчуно қиетсо, но Муслиму яхштары из истории даютер, сон низ хетас. Да, можно там обходить. Например, Галгай Махка первый яю джамаат. Мыштирс. Название фейерцен. Халифатер. Халифат ханталайрценов. В каком году Калайрс? Малышбар у истока этого джамаата. Так. Да у вас видео Шохчан Халф про кавказских героев. Галгай ситуатор. Вежери барк. Духапаш цигер барк. Со школы даже перед том ночь чубянчан дабага бахатик фатих дакита фатис джамаати полностью фатис яхардеш старый вежели бори халифа джамаати китриш халифа джамаати кто знает в Ингушетии сунху уже 3 раза обновиться дерцу амиржди дакалхош бейж дакалш новый برج хагулуш халифати талибани yok игри yok джамаати вот вадала адула вежели толдуш кончан. Вот Ханс из муслиму яхштары, вот весь Ханс ас фунгейта видео яриансар. Это как муслиму яхш бесы, можно туда ее. Короче, с 90-х годов храню события по всему Кавказу, Гаски, Чимышпях, Карабахи, до Баку, Грузии, Нохчичу, Бахля, Алгай, через Осетию, Мышпяхкар. И час, полтора часа, короче, Ауди не сел, что видео йохста брату дела духях ён за видео сани ладу дагдо дат начале 5 минут ладу дат балбу согласен она еще ташу ахшу соу хал ташу хал да аях кавказ удристе но уху буш по бог биханс муслим буш по бог здабут без ахетсус عند تيشو عيسى ولي تيوقي خان ولي دقوا تيشو عيسى بيرو تمخ ديك участь понимать шорджи хад форд айн да яхш Камел Дешворес, но странцен риторик вообще каймаицен. Так, не упоминая этих имен и вообще даже этих эпизодов, духу истории, этих хайош, что в независимости ведах кары, ведах кехтары, что это не спонтанно халар сдадут здесь анхирцу. Здесь хетсон муслиму вендеш до насят. Проверяю. Театр хамту дараз муслим ديشا دي خاتسون
Комитет канал-то опубликовать Цаболхбар, краткий политический экскурс в историю взаимоотношений ингушского народа и России. С Болха в 2022 году я образ делал ритмц. Первый Болх был исторический, как бы, я не историк, естественно, но я просто, скажем так, собрал материалы из источников именно тертип дулш. Что дырыс тертип? Очередность дулш. Ишт хагул бя Болх барыс ханиалче сотах гул волче сун корбанзар сутейп Болх ханиалч оз отрывоки, цик отрывоки, оз отрывоки. Именно галгайдар дываз дуцер. И азы дер сер хагул дя дерги иша достоверно дуацер отсеять дя всю воду убрал и как бы составил вот этот краткий политический, именно политический экскурсион азуцер в историю взаимоотношений ингушского народа и России. С Болх болуш бы канал нагасан ханомер ёлуш саголи вежериш адиша дети аз хаттостудон. Почитай, может, какую-то критику, может, где-то не согласен ты с чем-то будешь, или ну, естественно, я здесь чултахага масайт историк шсани галгай камун историк шсани дагавян цар фюх хажа цар критик ладига диха сен объективных хитрыш долж хам цар доказательств хайоляш метчки юхавян усо цацол мотчки лажава нусо де наоборот иш дакира иш мотигип أنصر محمد عبد الله هند محمد وقو محمد دينا يقوم دكتور دو ولد دكتور دو على خيتسون سنس غلغة يقع ساتكاست يما يري إمارشو توغن دايوتشا إمارشو خارجي يزرع سونا هن شو إشتا تو وات إشتنيخ تحيا خيتسون يقوم دقوش حق طغن حدا يحكن شو هنتم تقيان دول جواردوي молодежен цан история ёйшта хул что иш цан хена галга юqa иштанах бар гоучкет бар маршо юч бар маршо дахвато езбош 90 года аша дуйцдос и просвещение санца он что и цухена хилду ишти тоба ер ишти наха барал изит отсулта хенц и первые ингушские джамааты как цичоево образовательные предвоенные духой доха туамбали Юша Цухайн Бара из, получается, политически маршу Агуа Цахила, ну как военный джамаат маршу Агуа Хилмаюи, это ногтичу хаян, томма бойцу. Вот ишти история Вахильча и уже история борьбы за независимость с начала 90-х годов. Вот такой вот группа ингушей, которая была, может быть, частично и политическая, с Малари, и Хиллёл, и Шуцига Цухайна в начале 90-х, это Эдди Гоушах, и Чтар Битхольштар, я что заявление, как политический центр, и дал доме горду, и Тайпиру, и Хиллёл, и как джамаат цена из политически наган, цебоза, как военный джамаат ценцу маршоне, Хилмаюи, что и борьба за независимость цигар дюнда хайох шерер иште вахильч и бог дарсе вот и тикияндо чуарандуй что хархум иш цигар дюнда хадошлу просто дойш датер и хум доуза да ишта диташ саицам вариант хулансара ахмалрин сайгар хач аса и хум ждуч дата общих так каркас улицуна чтобы у молодежи было представление и бог даршунас все совелашун الله راسل قيترون إن شاء الله عنس Бог бы будет. Если не против, я зачитаю там два вопроса, которых я... Дальше как шба, я просто уже долгий эфир, да. Да, вопрос номер 9. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатуху. Вопрос к Абдулле Иги. Какова твоя роль, Кин? У этого автора несколько вопросов, я их в один вопрос собрал. Как это сказать? В общем, в 3 этапа буду задавать. Абдулла, какова твоя цель? Какова твоя роль в Кин? Я вхожу в военную шуру в Кин. Почему вхожу, если ему интересно, могу рассказать. Когда создали комитет ингушской независимости и создали военное крыло, и создали джамаат, уже основную работу Ансар сам сделал. И Ансар обратился ко всем ингушам, которых он знает, не знает, которые болеют за свою родину, чтобы ее освободить. И я отозвался на его призыв.
и вхожу в шуру, военную шуру. Вот и все. Баракаллаху фик, что отозвался. Вопрос также тебе, Абдулла. Ты говоришь, что Дока Умаров, наверное. Ты говоришь, что Дока все правильно сделал, объявив Эмират Кавказ. В то же время Ким собирается строить отдельное государство с международным признанием. Неужели вам кафиры дадут построить шариатское государство с международным признанием? Вопрос тоже к тебе, Абдулла. Я говорю не только Дока Абу Усман, рахимуллах, прав, что он правильно сделал. Я говорю, Узун Хаджи тоже правильно сделал, шейх Мансур тоже, говорю, правильно сделал. И ни на каких кафиров, нет, ни на кого вообще, на человека мы не надеемся, что они что-то нам помогут, и мы освободим нашу землю, установим там закон Аллах. Мы не надеемся на людей, мы надеемся лишь на Аллах. Баракаллаху фик. Теперь общий вопрос. Вы признаете Ичкерию. Это было понятно из слов Ахмада Аздо. Что означает Эмират Кавказ нелегитимное государство? Извините, что сумбурно получилось. Надеюсь, мои вопросы понятны. Третью часть я не совсем понял, но где противоречие, скажем так, признавая Ичкерию и Эмират в том числе, становится нелегитимным. И до этого я ответил, что я признаю, что Узун Хаджи, который объявил Эмират, и шейх Мансура, и имамат шейх Шамида. Почему Ичкерию не признаем? Признаем, потому что она была республика, Чеченская республика Ичкерия, которая в истории, которая победила большую русню, которую сегодня мы же видим, весь мир боится эту русню. С помощью Аллаха Чеченская республика Ичкерия выкинула из своей земли русню. Почему мы ее не признаем? Признаем, но время идет дальше. Дальше что было? Дальше также лидер, который был на тот момент, он был президентом Чеченской республики Ичкерия, Дока Абу Усман, посовещавшись с муджахидами во всех вилаятах Кавказа, а я в курсе многих этих дел, и объявление Эмирата, это не спонтанное решение было, это с 2000-х годов диалог. И Зор Астемиров про это Ауди писал, есть Ауди шейха Абдул-Халима, где он говорит, не именно Эмират там или имамат. Мы признаем, конечно, и признаем то, что было дальше. А дальше то, что говорят, люди там придумывают, что это было что это кто-то Удугов там или кто-то еще объявил. Я не знаю, Удугов чем занимался в то время. Я как знаю, что он в Турции был. Но точно Эмират не он объявлял, и не он учил нас, муджахидов на Кавказе, что как надо объявлять Эмират и как надо жить в Эмирате. Баракаллаху фик. Вопрос номер 10. Ансар, ты хотел что-то добавить? Нет, в принципе, Абдулла сказал. В любом случае, как мы знаем, любое решение, которое принимает лидер именно сопротивления, скажем так, джихада на тот момент, оно обусловлено духом времени, это нужно понимать. То есть вот это время конкретное, оно от него требует конкретных решений. И теперь спустя время говорить, было это правильно, неправильно, да, можно это обсуждать, но этот факт остается фактом, что Абдулла, как сказал, и Амират Узун Хаджи и так далее, это все были следствия каких-то революционных движений. И также чеченское сопротивление, которое началось, оно переросло, выросло, вышло за пределы Чечни. И, соответственно, что-то нужно с этим делать. И люди, наоборот, кто-то говорит, Дока объявил Эмират и там сказал, поставил Амирова везде. Нет, это не так же было. Дока не объявлял Эмират сам и единолично всех амиров наставлял. Нет, наоборот. Люди в вилаятах, которые уже сформированные сопротивления были, тогда вилаятов не было, и в Ингушетии, и в Дагестане, и в Кабардино-Балкарии, были уже муджахиды с амирами, с людьми, формированные, и они, соответственно, стремились к единству, наоборот, подталкивали амиров для того, чтобы объединились и создали единую систему, скажем так, которая могла бы
отвечать требованиям того времени. Поэтому нужно понимать, о чем мы говорим. И сейчас то же самое. Кто-то может сказать, а вот же Эмират был, вы типа упраздняете Эмират, вы создали Кин, там, разрушаете Эмират. Нет, мы тоже действуем сегодня согласно духу времени, согласно тому, что мы можем делать. Поэтому, если нету системы единой, как раньше, мы должны что-то делать, мы же не можем ждать. Мы не проглядываем же, что везде есть единство, и мы одни здесь говорим, нет, мы по-любому свою Ингушетию. Нет, такого нет. Мы, как ингуши, работаем над Ингушетией в первую очередь. И если завтра в Дагестане, в Чечне, Кабардино-Балкарии будут джамааты так же, как в свое время это было до Дока Умарова, эти джамааты придут к единству. Конечно, мы не будем на стороне, не будем причиной раскола и разобщения среди братьев. Это нужно понимать, что люди, которые действуют сейчас, они действуют, и мы, и другие люди, они действуют согласно времени, в котором мы сейчас находимся. Вот бы, что я хотел объяснить. Вот, Ансар, то, что говорил Муслим нам до этого, чтобы мы... У вас есть план, он пожелание сказал нам и насиху сделал, чтобы мы сделали документ какой-нибудь, или аудио, или видео, чтобы рассказали, как это все было, сопротивление. Вот, например, многие люди говорят, что ингуши добровольно вступили в Русню, например. Ну, есть же у нас тоже старики, которые говорят, мы всегда были под присягой Русни, там верности клянутся Русне, эти старики показывают. Их есть, эта кучка есть. Но сегодня мы тоже должны рассказывать, как Муслим нам сказал, чем занимались борцы за свободу. Борцы за свободу — это те муджахиды. Это. Для молодежи, для вас, я говорю, это были муджахиды, которые хотели слово Аллаха возвысить. В первую очередь это было. И рассказать, вот, например, когда Эмират Дока объявил, Дока же не с Карбулака, он не с моего же он города. Когда он Эмират объявил, ингуши одни из первых, я говорю, которые присягнули Доке Абу Мусману. Вот эту историю надо рассказывать, и мы будем, иншаллах, рассказывать. По-моему, даже Сунжинский сектор был первым, нет? Имеется в виду из Ингушетии. Сам Сунжинский сектор, муджахиды с ним рядом были, он все время там был. Мелхистинцы, братья. Да, я это имею в виду. Я имею в виду из вилаятов. Хорошо. Мухаммад, есть что добавить? Да нет, все уже все сказано. Баракаллаху. Вопрос номер 10, он тоже состоит из нескольких частей, я буду зачитывать по частям его тоже. И на этом, иншаллах, вопросы письменные мы закончим, если у кого-то будут вопросы из аудитории, то бисмилля. Вопрос номер 10. Когда зародился Кин, он был давно, так, заново. Когда зародился Кин, был он давно в спящем режиме ожидания, в кавычках, или же он создан недавно? Бисмилля, я выше ответил уже на этот вопрос. Это уже 100 раз обсуждалось. Да. Это давайте не читать эти вопросы, которые... В общем, это моя оплошность. Я сортировал эти вопросы. Значит, я виноват. Насчет нашей армии, которая будет участвовать в независимости нашей страны. Чтобы примерно одержать победу в битве, нам нужно 150 тысяч солдатов вооруженных, плюс ПВО и другая военная техника. Будет ли она у нас? Ансар, насчет этого вопроса, недавно как раз я одного шейха лекцию слушал. Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сахабы так не сказали. А у тебя есть против Византии столько-то лошадей, столько-то слонов, а столько-то единиц, колесниц. Не говорили этого. Если у нас будет ПВО, самолеты, это будет хорошо. Но если этого нету, Аллах нам не разрешает отсиживаться.
бездействовать, да, совершенно верно. Следующий вопрос. Опять же, задающий подобного рода вопросы мы возвращаем к недавней истории Чеченской Республики Ичкерия. Бисмилля, посмотрите, поизучайте, узнаете, там люди буквально с двухстволками выходили, воевали, иншаллах, добились своего. Мгм. Следующая часть вопроса. Получится ли у нас получить свободу с минимальными потерями? Мы на это надеемся, иншаллах. Нужно выжидать именно правильно время и, соответственно, готовиться для того, чтобы было минимальное количество потерь. Но сейчас загадывать никто не может, что как пойдет, потому что кто-то скажет, ай, зулум де дуакшо, ай, фуняк де анахбуабе дуакшо. Вот посмотрите на нашу всю историю. Вейбех буат шдядве нелдядл за зулум. То есть вообще без практически нашей войны, начиная еще с царских времен, оттеснение нас от земель и так далее. То есть мы фактически не провозглашали, ни войну им не объявляли, но мы всегда в роли жертв. Халк деждаквей, два деждаквей, вплоть до сегодняшнего дня. То есть хотелось бы сказать, Омуха Вейбех Булыш, Политве, но это будет слишком цинично и неправильно, конечно, так сказать. Но в целом, что я имею в виду? Вее цаем том кейк бой, зулум дудж лахтш, да хулж лахтш, да худдулж, да по-любому. Это судьба покоренных народов. Всегда быть угнетаемыми. Это раз. Во-вторых, даже если физическое угнетение как из-за сопротивления отсутствует, они используют нас темп да ухтш. Стосок примерно Украине темп да галга замсак ванну. 100. Дук адумади здесь. Том ген болыш хули к100 открыто кутита. Ак фактор тоги ужми нях каруха цвах. Хай долдиш хай цвах шацка. Мел по связи был Швейцарии, Турции дало горсо. Абу Саада Хокус. Турции дало горсо, вот дало горсо. Армии дало гусо. قديتي نياخ ايش تحلدق فيه صندوق вейфуннах дядали, что бы мы ни делали, все равно нас убивают и угнетают. Поэтому надо предпринимать что-то. Хотя бы, чтобы это было оправдано, я не знаю, может быть, что-то получится у нас с помощью Аллаха, если мы заслуживаем это. Да, нас часто спрашивают, как перебраться, и просят финансово поддержать. И тем, кто просит финансово поддержать, Аллахе, братья, мы не имеем какой-то финансовой подушки или же какой-то финансовой помощи извне, чтобы дальше помогать кому-то в чем-то, как-то перебраться и так далее. Но мы можем помочь, посоветовав, то есть советом, как, куда и как лучше всего выйти из сложившейся той или иной ситуации, иншаллах. Есть некоторые братья, которые ради Аллаха помогают, но в целом все равно активность людей, которые вовлечены в это, она слабая активность. То есть люди, которые должны связываться, говорить «вежери фу ешан», «мал ешан», «мала оара», «годуас». Почему? Не потому, что даже элементарно «сахам ешан». В первую очередь, «хахай хашды зе угулка годыр». «Ханиалчы цуғалғай мәхк мелвол жолсаға әділ тәхмел дәнір». «Вот дауд жмелвар». «Қист мелвар». «Пытат мелвар». «Ляцавяла ар мелвяныр». «Ляцавяла ар вял». «Жух ляци чим волицар». «Сабот чебот қобот бялч». «Эжмел болш боннахы». «Вейт связи булыш». «Харылцу Абу Саада хоушан азяхар». «Вейт связи булыш». «Вежери годисун». «Розыски вусо». «Ар вахсо омяхкар». «Вах мотти гяч вусаусо». «Нах вош ачуга пытат бя хылки ар вян вусо». «Эз далош регорас». «Эжму бол нахы вейтсаник хар дина связи мягкар связи был мягкар арах Европе был нах вей южри халх 90-х конце 90-х начале 2000-х дакалха был что вежри вей унхи исти таганте связи был бы годисун я хаш والله احمد вейнс связи был таган якях датсу ге паспорт датсу депортировать же сояхш
связи южри мы бы алда Мухаммад утеш тан векун царжуах гяца сукунхи юах кит царжуш буш амирш халбян буш нях исти бушан бусурш шедизл буш тан годеш сагват вейт связи бушанш бергиш или вежри вейт связи буш хот сан дади годуаш усачул та мелчо калуси кыш хулус مشاهر ده الدرع فد الدرع يا الله يا أخش إيلش حنا قيوات سندر جماعة اشت غريان غلغة جماعة تغل شين ده خزاتش دات مودي سك ديالله تعنخ بيو سحمل يلدش فيوخ حسو أخار مقا ود الدرع يخصون آلي سوازي والسك داخ ديالله أزل سوازي ميانوي فد الداز وناها آلي إيلو جماعتش ناخ دق شار ويقي بولج وجرش سو عبد الله ديك هو زخار دال ديتاج دينا الدات از تحكير دعدو دق شيء قو ويسك سوازي تسوالش صغر هر مصنع غودي ديزش ارتياقش وقواتش عادل تهدان ليلش وقت موتيجاش وسا اجي تبرستوي دا مسكنا باتش عن بوترش تغنى في مارشو باندوج في حل توادي غرتش قحيقاش نياخ استي بشوانش وين تبشوانش صندوق لذر تقستش والله سون حمدي يجي وجماعتنا حمدي يجي غتشو ناس قاس دعوت يا سقط ثاني دا سيازي دي اللي يجري في ايش اوز او اخسغا ير ايش علي شولش да дивей напрямую аж алдоуш тхантогол мололту ашис сонда вежри хасум дили казиго огулат улка задыкас صديق الدرس وقز دق حجبان лабаш провокаторы в личку тосыш дагр провокационные вопросы ди цакы жопу дачон цакы ответ дачон что сразу в банду дышдышон. Давай, до свидания, дышон. Канал руку поднимает, я скинул. Ассаламу алейкум рахматуллахи ахсус. Валейкум салам табакат. Абу Абдулмалик, брат. Там последняя часть осталась этого вопроса, я его добью, и потом бисмилля, сколько угодно. Хорошо, брат? Интервала, давай. Так, после обретения свободы, откуда мы будем получать временное спонсирование, да, извиняюсь, нашей страны из Турции или откуда? Ведь нужно будет развивать экономику и другие элементы развития страны, чтобы поддержать ее как суверенное государство. Коротко отвечу, потому что никто просто так, ни Турция, ни одна страна деньги не дает. Никогда. Либо она дает их под проценты, что мы себе не можем позволить, либо она дает их в виде инвестиций. Если мы сможем создать инвестиционный фонд у себя в государстве, то есть что это инвестиционный фонд? Это безопасность для инвестора и долгосрочная выгода. То есть инвестор, именно крупные инвесторы, которые строят дороги, мосты, какие-то заводы и так далее, они не рассчитывают на 10, 20, 30 лет прибыли. Они рассчитывают на 100 лет вперед. Они понимают, что эти инвестиции нельзя оправдать. Но деньги, которые лежат, они не приносят деньги, поэтому они их инвестируют. Если у кого-то возник вопрос, какой смысл тогда 100 лет? Потому что они ставят на компании. Не на личный интерес, это же не ИП какой-то конкретный человек, вот у меня там осталось в жизни 30 лет, за 30 лет я хочу заработать. Нет, они строят империи, корпорации, поэтому у них и планы долгосрочные, то есть этот бизнес идет у них из поколения в поколение, они смотрят вперед, поэтому они инвестируют и развиваются. Поэтому эти инвесторы, пусть это будет в сфере медицины, в сфере здравоохранения, любой другой сфере, конечно же, и у турок, как мы знаем, неплохая медицина, она построена на американских именно лекалах, на их аналоги. Если мы сможем предоставить им инвестиционный фонд и сможем им взамен что-то дать, пускай это будет там передвижение их грузов через нашу территорию, как через Дарьяльское ущелье наше, взамен они построят нам медицину. То есть это так делается, братья. Это не делается так, что вот все, разрушилось, страны нет, мы сейчас с голоду умрем. Это не так. Если есть грамотные люди, а люди это самое важное достояние, они делают. И даже страны, в которых
нету ресурсов столько, сколько у нас, и даже географическое расположение намного хуже, чем у нас, они тоже живут и не умирают с голода, и все у них хорошо. Поэтому, иншаллах, у нас тоже будет. Поэтому здесь долго рассказывать в плане экономического развития, это смысла нету. Я как до этого говорил, мы выложим свою экономическую программу, иншаллах, как мы ее видим, и можно будет ознакомиться более детально. Ансар, если ты позволишь, я бы добавил к предыдущему твоему спичу, что насчет помощи. Аллахи, я недавно встречался с людьми, которые, по моему мнению, помогли бы своему народу. И я был сильно разочарован, потому что каждый человек, когда на что-то надеется, он надеется в первую очередь через призму своих возможностей, через призму того, что бы он сделал. Не знаю, Аллаху алям, если Аллах даровал мне такой риск, что бы я сделал, но в любом случае, на тот момент, когда я туда ездил, я считал, что я бы помог. Но люди, не все как один. И поэтому, валлахи, если я лично ужасаюсь, точнее, когда читаю вот эти вот сообщения о помощи, когда люди просят, даже люди, которые не так давно буквально выносили такфир этому джамаату, буквально, не в переносном смысле, буквально выносили такфир этому джамаату, сегодня вынуждены просить хоть какую-то часть помощи у этого джамаата. Я не говорю сейчас, это плохие люди, я не говорю, что сейчас мы хорошие люди, нет. И валлахи, этим людям тоже, как можем, помогаем. И если среди вас есть какие-то люди неравнодушные, то подключайтесь, братья, к этому. Помогайте, сами себе помогайте. Не нам, не джамаату, не ансару. Помогайте сами себе. Валлахи, в любом случае, это дело закончится или тем, что, иншаллах, если не весь джамаат, то большая часть этого джамаата станет тем, кем хотят стать на этом пути, или закончится, иншаллах, долгожданная победа. Поэтому присоединяйтесь, если у вас есть возможность. Если нет, просто делайте дуа. Закулаху хайр. Азадыр, вообще, валай, бусубнахк, Абу Сааду, يعني بس طبعا سوني أزارة محمد أبو سعد وسوديان أردولي أتشوك تاخ شو أنا قاعد سموتي تعرفنت مع أصحابي إن سوكروش سينتي إقيتا تسوين كشيتي سيجمال وغاسقي وقت مالون وغالغابيبين ماشي أخويا بغدا حجانس تاخ ويخنبو حربي عن خنبو مجاهدش أميرش علي عبد المالك ولا دقيقش أرجاخ زورته ورستم تشويلا ويوش ووش إيش نخ ويسن أدمج درشانش спецназ гру яхкаи, короче, командус яхабацер шонаш. Цану годеш хан бо наха ямац ахчица бо наха. Ишт вайсан простой нахбар шонаже. Тагана худук ва валюа ва бусубош. Ахин дук ва валюа. Дяла ажмалж бхацер. Вай малж духож мадивей. Вай гала вай вообще язык доуж вообще дик доуз вай. Вай прошло дик youz вай. Вай фолил дят ховайн. نجحسن شو سمني شو يوجد ياخس داقلاس ديزواج وحمنا داقلاس فده ومخك صغاش كره عمق باقر السن باقش بوي مخ ويبرغتو ويليسن داخل دوتش وي تحت بواج وقنلش بواقينا دا إيتا يوياجا موجوجوش أتو постоянно خن присяг لا яхш лахтиш бу бакына хваникыр и поколение даягёш и даяш тя новое поколение что кугёч ой бусуб давай первую очередь так давай шон тя да шон مجاهدش это кахег что бакш повежешь ты тем более асару я ежери бы связи буш ежери может бы вы дакалга бу вежериш тебе ка бакш повежериш фусуна на буш جوين بوز بياخش بقون عشان تعدد عن قدر شد واش حمد الدوشة دلي نجحسن حنت أردو نو حنت واجخ بس ديكم قدر أنت عمراتو أخ إسخو جيبك في ريم
Pazar kaşku giyvek, vaşku giyvek, esku giyvek. Холодç dike merejne, yaşçan vekиш. Yet fıldız, ağuş diz ve dizi, tank yaşçan vek. Vodi de aşido ardol, kente do дизер. Часть письменными вопросами закончилась. Теперь, иншаллах, если хотите, перейдем на устные и... Анстод, да, хестшун вежери, шо он фугер. Да, хестшун, да уже, гандол златый. Сабрда есть халицу. Да, Абу عايز قوها. دي خلاص. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. وجري فديديس يورت زامسغو. Молодойч. Фудиш бахич анёрт. Сарча قيتديس حين فديس سوش وجري زمادرش هجل شاقي كرلدر كيچم بي اشتهم ببوش بول كيچم كاخت واشتي عداق تعدوا ديات از الي تاق كردر حتى داق كاخت زغرام باسبورت داق سابتش كلوحيه انستروكتك حش يوتيوب تشولوجي شانش ابتش كيز مش تخليس تنا دور عيول بسم الله كردنا سهرن تجا تها مش خام بزبجرش تنا حيدار بينش تسكين تجا والله وجري تسمى ضدشو شو تحمت سنياقة تيد عدو الله حيل جل نعرجي شو ناغا يقي مل سيدول شخولي شو ناغا يقي الله مل حلقي دوي شو تسمى ضدشان شو يكرني نمرين سهرني تج то есть смало начните زمحدي تغن حبين وين الله تجولي ويد عدي غداتسن вообще вот حي مشقاش والخاخوش حين فال ملغ بالخ قب خاخوش خوش все это здраво оценив так حمدي يدعول لي и ты увидишь успех والله увидишь ханват в истории такого который начинал ради Аллаха что-то делать с искренним намерением и Аллах чтобы ему двери не открывал не было такого ايش دشان هارول قوجري از نصيحه درق سدي جزاكم الله خير تحمل مقياس حجوي ابو عبد الملك سأنشو حجوي اوش ملدارج اياخش در قيت تجد هذا موين لقابل شنوش اشوك واحد قيت تجواتل داخل بوش بو والله ما كواخ شولي من احسن ار وكيش نار ثاني قناه خدمه ديها أفر مشلين يوجي حنقول يرجع الديبارة هذا سيتي حتى أوش دوت شتردي كيش نعم سوديجي ويسبرين نجى مشلين يقولون رجع جو إيلاش سؤال هو سؤالات صنع سواش والله إمرات دولشخانة إصدر الحلقة إصدر но цунхан والباب واتش بول информационный бол حنسب все группаров تعبج ملاحتير может الله هو تعقشتي партаяту был мегвейн садеги мش хадил мегвей والله عالم но если никто не захочет покинуть свою зону комфорта ради религии Аллаха или ради довольства Аллаха то нет конечно нет Аллах не меняет положение людей пока люди не начнут его менять مش есть понимание вот ханцей уж лучше дали as сейца божбол ехер der чекенш as ютш уже тем же всегда хотя что пора а тут что пора ну все равно ты ирзу разочару анмарка анкулцо царцане дучли индусский брат сам минута сам делать его решил если ансар ты Мухаммад если вы хотите я знаю я вас замучил сегодня если вы хотите отдохнуть пойти я закончу этот разговор ингушского и Абу Абдул Малика Абдулла Иги, если вы хотите идти, можете. Хорошо, дигде. Аллах рясу Абу Сатах. Туда рогу Аллах ши бескит болду и ваш питер Аллах рясу чан. Основно ладухра дука дая хай. Дука дия на. Аллах бескит бол. Вы нудица чана. Аллах да болду и мерлюде. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Салам алейкум, я сюда орвал, потому что уже 6 саат коза дал, твою коза жди. Да, я сход масян.